Ай, лалей, здравствуйте, здравствуйте, всем доброго вечера. Да, добрых выходных, Вячеслав. В связи, на связи, в здании. Всем приятного вечера. Сегодня Вячеслав приобрел пиво впервые за миллион лет. Вот, сегодня у нас будет настрел под чайный гриб. Под чайный, сука, гриб. Мы сейчас прочитаем все комментарии. Нальем пойлом. Ну, вот, кстати, знаете что, стримов под пиво не было, наверное, месяца 3-4. Потому что я почти каждый стримец потею на результате. Да. Те времена, когда я занимался хуйней и раз в месяц играл на результат, прошли. Вот Вячеславу нужен скилл для нарезок, поэтому Вячеслав потеет. Но сегодня мы позволяем себе немножечко пошалить. Пошалить. У меня есть закусон, есть пиво, поэтому надеюсь, что у вас тоже. Будем развлекаться сегодня, пердеть под колами в 330 пробития, это и многое другое, да, у нас топовые комплектации. Гражданин 704, качаться нам до топа долго, да и хер с ним, вообще не парит. Вообще. Итак, давайте мы включим камеру. Где тут? Здравствуйте. Здравствуйте, я даже наугад, видите, камеру нормально поставил. Всех люблю, целую, почитаем комментарии, спасибо за 3 лайка. Мы поедем в бой. Так, пивко мы уберем. На всякий случай, давайте на всякий случай я с вами также чокнусь. Все, давайте почитаем и погнали сосать. Ну, ждем, что добрый вечер, гачи братья. Алмат, привет. Иосиф, привет, который Ленин. Здравствуйте, Вячеслав Сагдеков, да, где этот пудель? Я здесь. За пивом ушел, скорее всего. Все, я здесь. Вот я днем еще съездил на пивзавод. Вот согласитесь, красавец мужчина с огромной харизмой, а его успех зависит от того, поставят лайк или нет. Вот несправедливо. Ну, наша жизнь вся несправедлива, вот поэтому хули ныть, да, надо ебашить. Так, привет. Атеистам. Здорово, родной, здорово, православный. Никита, здорово. Опоздал опять. Ну, почему? Я ровно в 7 запустил. Так, жизнь. Харизматичный, спору нет. Где камера, сука? Есть. Сука! Ты вот, блядь, участковый стрима сегодня будешь басу джим? Чаще пей пиво. Для нарезок надо больше приколов. Ну да, тоже верно. Камеру включи, я хочу видеть эту рожу. Я здесь. Не те лохматый. Все как надо, все как вы любите, и в трусах, в леопардовых. Так что заказываем приседания, отжимания. Будем трясить очком. Так, всем здорово, Борис, здорово, родная. Здорово. А где кабачок для Эйнл? Давайте мы поставим камеру, равняем. Вон кабачок лежит, видите? По правую руку. Вот. Так вот вежливо шлепаем. Слышите, как он? Корни. Дик. Хай работяги, Семен, давай для работяг бутылочку залпом. Ну давай. Алексей, здорово. Фантом в лесу, здорово. Все, погнали. Погнали. Так, всем здорово, пивной стрим, огонь, привет, Владивостока. Илья, тебе тоже. Тебе тоже. Легких выходных, доброго тебе утра. У тебя, скорее всего, утро. Фотографии в альбоме. О. Да холодный капец, а залпом не буду пить. Считайте, что девственник. Да я просто жусь. И горлом работать не смогу. Ты меняешь кабачки? Или они поднимают? Или во внутреннем складе остается? Если он чуть-чуть становится вялым, я запихиваю в себя и все. Пропадает в небытие. Марчелло, здорово. Перхотин, здорово, всем здрасте. Ладно, короче, я думаю, что жрать неприлично на стриме, да? Хоть я вроде посторонних шумов и не издаю. Мужской танк с большим стволом, да. Да. Желаю всем своим подписчикам, чтобы ствол был вот такой. Особенно по утрам.
Ты такой на боку лежишь, тебя ночью встал, и ты даму с кровати спихнул, она не мешала спать. Так, Серега, здорово. Здорово, сколько времени во Владике сейчас? Кто в курсе? Овер до хера. Взаимно, утро еще рано, только 2 ночи. Сегодня тоже решил пивка бахнуть. Красава! Дохим 22 ру, здорово! Так, ну все, стрим по чтению закончен, да? Ебать. Можно было в Е5 всунуть, ну, поскольку там движ такой был, да? Крупнорогатый. Я решил подождать. На более выгодного мальчишку, и это оправдалось. Ой, блядь, он там пропихивает. Джеброни? Ну, карта как была, идиотская так и стала. Ой, бля. Ой, бля. Азиз Airlines. 1000 хп потерял. Наивный глупец. Участковый твоё жопы я. Рад видеть, брата. И я тебя, котик. И я тебя, котик. Приятного вечера тебе. Надеюсь, что у тебя все ЗБС по жизни. И в трусах. Ну и спасибо, конечно, за 500 рублей. Храни тебя Господь. О. Сегодня по-ковбойски выехать и пиздану 700, там, как вы думаете, игра к свече или нет? Я ничего не увидел. Сюда, блядь! Подкрабся, Гачеслав, Питере. Ох, псина. Эх, псина. Ну, чисто пуделя так. Подкрадывает. Мамка и папка. У них Е4 снайперит, говно. Мамка и папка. Фаза точно подъедет еще на этот, на САК. Контрольный. Контрольный САК. Ебать, он до конца едет. Ну, ковбой. Истин Эйнл now. А? А? Давай въедь уже куда-нибудь. Бля, дед. Я надеялся, что за ним поднимется Е5. А Е5 не поднял. Своими слабостями. Любота. Я пойду крутить. Кам. Follow my cam. А поехали мы его подтараним. О! X2. Они ни один танк не убили. Это суббота. Это субботний вечер. С вами я, Николай Всосасков. Развлекаемся и машем. Не прочитаю все комменты. Один донат прочитаю. Спасибо вам, друзья, за все. Это тут мамку и папку я была, да. Оп. Бля, там очок, ничего не оставалось, ехал бы уже. Ну да ладно. Ну да ладно, шарфик, я думаю, не нарвет, да? Любота. Yes. Yes. За клип хоть был. Какой-то такой интересный кавер. Бот, спасибо за 500 рубасов. Спасибо, родной.
Так, ну давайте продолжим. Нашего любимого исполнителя послушаем. Так. О, бля. Симпай, здорово. Привет, пришел в шорт ты топ. Спасибо, родной. Спасибо, родной. Ты еще в трусиках не видел, что там. Там не топ. Хорош, 5 инструкций, это нам надо. Это нам надо. Николас. Так, посмотрел на Вячеслава, написал жене купить по дороге пару бутылочек. Правильно. Сегодня можно себя побаловать, поэтому в любом случае надо пить. Да, либо как-то еще, не знаю, в баню сходить, там, в футбол сходить, поиграть с друзьями. Если нет друзей, тогда по жене ногой, да, осуждаю. Осуждаю. Лучше как у ХМЦ-92, я не знаю, что такое. Говорит, когда у пацана маленький писюн, то покупать себе большую тачку. А танкисты, у которых маленький писюн, берут танки с большой пушкой. Да, Т-92, например. Все верно. Танковая психология именно так и работает. Либо берут большую бутылку, садятся на нее, 5-литровую, и играют уже на любых танках. Вот я так делаю. Так, Волына 193 лучше, чем 152, да. Игорь с МСК разница плюс 7 часов, ошалеть. Володька сегодня наглаженный, даешь малина. Какой Володька? Путейн который? Так. А чего вчерашняя запись удалена? Все, я восстановил. Там были песни неизвестные. И пока проверялось, оно было в этом. В Invisibility. А сейчас все чики-брики. Так что, если что, можно посмотреть. Так, когда стрим на Гудгири КМС по преданию пирожков в баджере, если что. Ну давай на баджере сыграем каточку. Я думаю, никто не против, да? Ой, на баджере не было стримов по миллион лет. Ну там хороший, мне нравится. О, блядь, Сергей, да, так, Серега, еще раз здорово. Получается, телевизор ты самый, да. Да, какой ты ебаный ремикс. Лучший оригинал включил бы. Наверняка это так. Включи, кто платит, тот и заказывает. Все верно. Желаю процветания твоего канала, не останавливайся. Спасибо, Симпай, спасибо, родной. Никита, привет. Семен, я должен признаться, что я изменил твоему каналу и смотрел другой стрим по танкам. Там играла девушка. Надеюсь, что у нее были сиськи, потому что если у нее не было горячего декольте, тогда я не знаю, нахера ты смотрел это. Должны знать одно, бабы фу. Сижу на препаратах, а могла бы на лице. Граф, здорово, кто лучше Е5 или конь? Ну, наверное, все-таки конь. Мне кажется, я сейчас больше дам на Е5, чем на коне. Весь секрет в НЛДшке, да, и в кумулях. Не, ну, блин, наверное, все-таки конь. Он, во-первых, он поточнее. Он в любой ситуации будет за БС. Да. Просто что у Е5 есть фишка, ты можешь на ЛДХ разводить пацанов на выстрелы и шлепать их по щекам. Ну, так конь, конечно, жеванный крот. Конь это мощь. Не, башня читерская у Е5 сисечка, да, которая некоторые ограничения накладывает. Вот, но если бы у Е5 забрали сиську, это был бы самый имбовый танк в игре за все времена. За все. Даже Чифтаин, я думаю, похуже. Да, который до нерв. Заманчив. Блять, идите нахер, дайте я постреляю, свина керти. Пошел ты. Так. Ты Лёшка. Оп. Просунул. Зануда. Похрюкай быстренько. Ух ты, блядь, невозможно пробить. А между пушек? Нет, не проходит. Угу. Ладно, давайте мы этим займемся.
Похрюкай, дед. Это арточка. Ой-ой-ой, кто это? Это арточка. О! А кто-то в попу подпирает, представляете? Никогда такого не было. И вот опять. Всё, проехал, молодец. Но я не знаю, что это такое. Мне кажется, мне повезло. Поехали, мы еще поддаем. Будем по Макс Бета играть. Подобавим градусов. В мочу. Оп, мансанули. Сука, мне чуть не украли тычку. Польские ляхи. Закрываем. Ой, у меня колесико случилось. Случайно случилось колесико, извиняюсь. Как тут все-таки пшикнул у него. О. Вот из-за вот этой байды. За ваше здоровье и за мое очко. Опять подпирает говно. Если не на шот надо выиграть. Пацаны, за ваше здоровье. За ваше здоровье. Билли Харрингтон стоит здесь, сегодня. Да. Смиренной задачей перед нами. Помнит о жертвах, принесенных нашими предками. Ника. Мы находимся в самом центре кризиса. Анеки! Анеки! Ведет войну против широкомасштабного шторма, беспорядка и удаления. Экономика Ника сильно ослаблена. Это последствия безрассудства и безответственности со стороны руководства. Экономика Ника. Неспособности делать сложный выбор. Готовится... Неправда, экономика Ника заебись. Я говорю вам, что вызовы реальны, они серьезны, По тросикам. и их много. Они не будут легко достигнуты или за короткий срок. Но знайте, что Ника, они будут достигнуты. Это перевод. Зная величие нашего сайта, За ваше здоровье понимаем, что и величие за мое никогда не очко. дороже. Бля, ёбаные ублюдки. Сокращений. Он не был для пути, для слабых духом или ищут только плотские удовольствия. Бля, я не Это смог были взять. рисканты, потраченные Джинни, создатели безумных вещей. Так, они крутились в поте лица на примитивных фабриках, выдерживая форму. Снова и снова. Это Вархаммер или Люди что такое? боролись и жертвовали, чтобы мы могли жить. Живите лучше. Мы остаемся самым мощным сайтом в интернете. И умы не менее Я и веб-сайт. изобретательны, а услуги не менее востребованы, чем на прошлой неделе, или вчера, или позавчера. День до, Значит, что сушка где-то здесь. послезавтра. Начиная с сегодняшнего дня, мы должны подтянуть наши штаны, отряхнуться. We must и pull снова up all начать pants. работу по перестройке Ника Дуга. Теперь есть те, кто сомневается в масштабе наших амбиций. За ваше здоровье Кто предполагает, за что мое наша очко. система услуг не может Привет, выдержать слишком го много куклы клиентов. колдуна. Их память коротка. Кукла пердуна. Они забыли, что уже сделал Ника. Ох. Чего могут достичь свободные люди, когда работает воображение, а объединенные общей целью. Когда работает дик. Так, для всех людей, которые смотрят это видео, от самых больших городов до маленьких деревень Хелена. родился Иксел. Знайте, что Нико, друг каждого человека, который ищет будущее любви и мира. Теперь мы начнем ответственно оставлять авторизованные общие материалы народу Ника. Надеюсь, не на 10 Трудно часов. заработанный мир. В этом безумном мире. Теперь от нас требуется новая эра ответственности. Что это за цена хуйня? и обещание гражданства. Ника Мана. Ника Дуга. Ника Дуга наших общих опасностей. В эту зиму наших трудностей. Давайте помнить эти вечные слова. Охуеть, ни хера себе выступление долго. Там взводы. Ну, вы даете. Ну, вы даете. Читаем комментарии. Я что-то отвлекся, извиняюсь. А чего нам там осталось до раннего? Херова гора. Вот, я не выполняю ЛБЗ. Так. У коня Эйнул меньше, да. Танкисты с маленькими писюнами играют на Е25. И на БЗ-176, да. Да.
И на ФВ 40 на 5 одинаково, да. Да, не забудь сыграть потом на ИС-4. Но мы как-нибудь организуем стримец на следующей неделе. Да, если я не забуду. Рейн, здорово, легенда, здорово, ебанит Цоя и пауканчики Гачимочку. Ну тут музыка за донат играет. Давай я добавлю там ссылочку открою. Так, и... Ой. Я песню на свой вкус рубану, хорошо. Все, это есть. Так, Семен, ты знаешь, что в Одессе собрали петицию о том, чтобы поставить статую Билли Харрингтона? Да, уже давно собрали. Уже очень, наверное, еще даже до войны. Нужно поставить Пукла Дрестуна. Что за пропаганда на фоне? Непонятно, непонятно. Антон, здорово. Рейн Бишоп оставит соблюдение линии партии. Так, Пукла Кордуна. Так, в очереди. В очереди. Поехали дальше. Даже детвора. Жалко, у меня кепки такой воровской нету. У меня есть ВДВшный берет, то же самое. College boy. Пока предупреждение устное. Короче, на фоне это был Билли Харрингтон с переводом на русский язык. И его голос даже там был. Вот. Короче, он за гей-веб-сайт выступал. Активист и комсомолец. Известный. Я знаю, при Союзе был такой этот... Как его? Ну, среди пионеров был такой известный герой. Билли Харрингтон звали его. Он выступал. Коммунист, активист и ректальный экстремист. Так, 31 человек просматривает, а лайков всего 17. Осуждаю. Осуждаю. Поставьте, пожалуйста, лайки. Доходяги, надо развивать канал. Так, правильно, не кукла колдуна, а эйнол колдуна. Гачи версию? Можно врубить. Можно врубить. $300 в кармане. Вы меня увидят. Ёб твою мать, иди нахер. Я немножечко протупил. Можно было давать урон. Мрачный бой next door. Давай. Эх, хуй с ним. Хуй с ним, я добрый. Я могу позволить себе зафейлить парочку тычек. Я эйнал тайком желаю заглянуть. Наверное, тихо играть, да? Ну ты... Хочешь на слейвс? О! Блин, я так люблю, когда жирная альфа залетает прям вообще. Ну здесь она, конечно, не жирная, но все равно. По сравнению с другими танками, да? Именно груди. О, я попал. Мог пробить, да. Да! Резко саксом дик. Ой-ой. Dungeon House. Это Dungeon House. Что достиг Хенгер?
А это супер кони, ему не просунул. Да. Хочет меня. По центру не выстрелили. За мое очко. Без гачи версии. Понял. Бля, ну значит я затупив. Извиняюсь, извиняюсь. Сейчас будет нормальная версия. По трусам. По трусам. Look it up. Look it up. Слушайте, ну здесь надо настрелять. То я как пес тут наиграю сейчас. Вы меня look it up. Гетбат проехал, ему никто не всунул. Пацаны стоят, смотрят просто. Куколдисты. Чисто куколдисты. У нас обстановочка здесь так все. Не по кайфу. Бустик фингер. Уди, спяли его, ё-моё, у тебя же УВН. Тебе родина дала УВН. Бустик фингер. Ой, отлично. А то он не должен тебя рамсить. Нам еще одного коня бы просунуть. Невоспитанного, да? Нормально, нормально, нормально. Нашевелили. У них здесь вся команда. Все славяне здесь. Братья. Все славяне, братья. Удис, убей кого-нибудь, котик. Много фистингов видал. Мне нельзя разряжаться, они тогда сразу же зарамсят. Пустик фингер. Надежный сак. Это тоже жопа. Ёбаный рот. Хорошо. Хорошо, выбор пал на доходягу ПТшника, это отлично. Отлично. К настоящему пердуну. Опачки, стабек появился. Шалеть. Шалеть. Где он был до этого? Но он должен сейчас зарешать здесь. Убивает его говно. Видимо, на базе сидел. Хорошо. Хорошо. Нету, конечно, бешеного урона, но как бы пофиг. Зато перемога, да? А значит, прожмем X2. Или что там. Ну, бустик на опыт, вы поняли. Заряжай ББХ, потому что у них СТРВ, ББХ я ему могу точно просунуть куда захочу. Пускай Короли Шут поиграет, да, кто не против. Пиратский сак. Я прочитаю все комменты и донаты. Люблю. А можешь поставить свою самую темную песню? Без гачи. Блядь, ну забаним. Забанить не могу. К сожалению, я не могу. Ну что-нибудь включим просто хорошее. Наверное, радио тапка включим. Либо сабатончик какой-нибудь. Finger in your ear. О, это самый неудачный блайнд.
Семен Орсонест. Deep Dark Fantasy. Я прочитаю все комменты, все донаты, я извиняюсь. Я тут увлекся каточкой. Есть Вот, все, нет подозрений. Да. Хорош. И Стикфингерон всегда любил. Пойдет, я внезапно даже настрелял. Солнце жопы все сожгло. Красава, лучший. Черт. Черт. Так, это есть. Виктора Цоя просили. Значит так. Так, легендарный Борис, спасибо за... так, я надеюсь, все песни врубились или нет? Ну, Maybe Baby 2 песни... Ладно, сейчас разберемся. Парикмахер был. Вердила, спасибо за 150 рублей. Спасибо, родная. Песню сейчас мы придумаем какую-нибудь. Давайте мы дочитаем комментарий и придумаем. Так, ЗБСМ. ЗБСМ. На пивко. Так. Как пивко, прекрасно. У нас на пивзаводе отличное пиво варит. Вон там Артем в чате есть, у него можете поинтересоваться. Так, Алмат, Гачис, да. Привет, боец, Алекс, здорово. Привет, Dungeon Master, Владислав Иванов, здорово. А может ли мы в чате собрать партию красных и свергнуть буржуев? Как считаете, пацаны, есть такие взгляды? Буржуев не надо свергать, вдруг они задонатят. Осуждаю. Здорово, гейбой, здорово, Артем. Чмок, пупок, давайте соберем петицию, чтобы статую Семена поставили в Минске или в его городе. Вот, да, нормальная тема. А то у нас всякие какие-то идиотки. Какие-то статуи Альгерду, там мужик на коне, все дела, всякая херь. Статую Пушкину поставили за то, что Пушкин был когда-то проездом в Витебске, понимаете? Настолько некому ставить статуи. Так. Питинг Корпорейшн. На лубрикант. Семен, если за стрим ты будешь получать уже по 5-10к рублев, то ты бросишь работу. Ну, во-первых, это будет не скоро. Вот, а во-вторых, нет. Но я буду искать такую работу, которую смогу совмещать, потому что... Блять, ну я не знаю, как это объяснить. Короче, не люблю проебываться, а люблю ебашить. Ну вот, и я все равно все буду искать работу, и мне похуй кем работать, хоть грузчиком. Типа вот график подходящий, бабки, за которые смогу работать, а донатики, например, откладывать. Все равно буду ебашить. Ну, либо еще как вариант, если... Ой, я случайно нажал на выстрел, извиняюсь. Надо было досвестись. Но, кстати, неплохо попал. Либо как вариант, да, если будет много донать, там... Засловился. Да ёпт. Например, если я смогу там жить на 50 тысяч, да, 50 тысяч откладывать. Ну, я как минимум подумаю над тем, чтобы... дальше не работать. Вот, но, скорее всего, ну, зная себя, все равно где-то буду работать. Сука. Ну, а вот объективно хотя бы одну тычку мог, да, кому-то воткнуть. Но не срослось, не сбылось. О! Блин, на самом деле, вот игра в кустиках мною лично недооценена, потому что это настолько легко. Настолько легко, да, и зачастую можно насувать кому-нибудь, причем по-крупному. Солнце мое, взгляни на Фэткок.
Гей-бар. Ну-ка, ну-ка, Билли. Парикмахер, дядя Билли. Постриги мой С под нолик. Мы тоже победим. Здорово. Здорово. Так, 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 так. Ох, блять, я провтыкал, сука. Ну дергайся, во. Я ждал, когда он дернется, чтобы не захвалить тычку по гуслям. Вот тут осуждаю. Вот тут я осуждаю. Знаете, что он будет от башни стоять. Но я знаю план Б, ему можно просто рядом с пушкой всунуть, главное, чтобы он пробился. Он так байтит на тычку в сиську. Наполовину хп, да, которая у него была. На фэткок. Ну-ка давай гей-бар свой. Французский. Хорошо. Вот фраги это то, что нам надо. Очень сильно фармит опыт. Опыт мы любим. Опытных мы любим. Поехали за шарфиком. На мой эс. Не, мне кажется, знаете, что я еду в западню ректальную. Гей-бар. Ой, да иди ты погуляй, говно. Альфы не пройдет. Не пройдет, хорошо! Ясно, ясно. Меня не наслеет. Он все равно на меня поехал. Там танки, он все равно сюда поехал и сдох. Говно. Говно! Свой местный меня убил. Так, читаем дальше комментарии. Так, так, так. А вообще Гачеслав еретик забыл про самые православные песни, даже Августина в исполнении Сереги актера не включать. Попроси включить. Расскажи о мечте. Так, сейчас мы разберемся с комментами. Семен не Зверобой, а Рэмбо. Семен один из блогеров, у которых нет хейтеров, но это потому, что меня никто не смотрит. Хейтеры сами придут, как только появится там, да, до хера подписоты. Не, в комментах часто пишут всякую херь. То, что зависть это одна из формы хейтерства. Хейтеры равно фолловеры. У нас в Казахстане поставили памятник Пушкину только за то, что это Пушкин, правильно. Город маленький, 40 людей, просто поставили памятник Пушкину, с чем связано? Ну, скорее всего, кто-то теребит на стихи Пушкина из руководства города. Памятник Марье Ивановне давать. Даже близок у нас. Угу. Так как городу 50... Блин. Ну это жопа. Памятник Марье Ивановне у нас в Чуйковой долине стоят каждый год, жгут поля, ошалеть. Ошалеть. Рейн, здорово. Приятного чаепития, Денис, здорово. Спасибо, Раны. Спасибо. Так, ну все. Тихо. Так, ну вроде больше ничего не заказывали, да? Так, теперь приступаем к прочтению комментариев. Так, так. А, подождите, самую темную песню. Ну, давай что-нибудь хорошее включим. То не забанят. Керстим, послушаем Цусимин без гачи-версии. Так, далее. Да, если что, любимая группа Металлика.
пример из сообщений хейтеров. Приведи, интересно, если что, помнишь, конечно. Но они все одинаковые, типа... Но ты недавно в телегу скидывал группу. Там человек такой, типа плоскоземельщика, пришел. Это все подкрутка, игра за тебя все делает. Там... Ты сам ничего не решаешь и так далее. Вот это всякое. Дребедень. Это как бы ладно. И они такие все похожи. Добрый вечер, Сёма. Александр Свистоплясов, спасибо, родной, за 69. Как ты, родной? Как ты, котик? Спасибо за 30 лайков, друзья. Короче, я прям коммент такой кейсерский не вспомнил, потому что они все одинаковые. Там... было такое... Была катка, вот Bass of the Gym есть в чате. Мы с ним во взводе играли. И, ну, пораскидывали троху пацанов. И там человек на полном серьезе писал, что это такое невозможно. Что это из разных каток нарезано и вставлено. Нахер такое нарезать вообще? Типа бан, все дела. Было такое. Так. Алексей Козырев, привет. Привет. Пошли в другую катку. Так. Далее. Так, расскажи о мечте. Блин, вот это сложно, конечно. Потому что... Ну вот я, допустим, в детстве занимался спортом, там учился в училище Олимпийского резерва. И, наверное, все мечты были связаны с тем, чтобы добиться чего-то в спорте. Ну вот я не думал никогда о том, чтобы какое-то, не знаю, бабло заработать и так далее. Ну и в целом я в этом плане не был амбициозен. Вообще, мне казалось, типа, зарплата в 500 рублей, это не 500 рублей, а 500 долларов. Вот, короче, насчет финансовой составляющей я не задумался никогда. И даже после того, как закончил школу, да, там поступил в универ, я специально поступил на заочку, чтобы работать. И работал там грузчиком на заводе, поработал, и на стройке, и там на севере. Я очень много мест работы сменил, и я и тогда почему-то не задумался над тем, чтобы что-то там в финансовом плане добиться, заработать. Я просто, не знаю, искал хорошую работу, где будут платить. И желательно так, чтобы, да, там сильно жопу не рвать. Потом в армии поработал, на срочку сходил, в армии поработал. И я во многих сферах трудился. И как только потом, там, не знаю, может, после армии пришла мысль, что, ну, типа, я не совсем дебил, очевидно, и мог бы чего-то большего добиться, чем просто трудиться во всякой хуете. Ну, потому что, допустим, армия, даже если ты там офицер, и на офицерской должности служил, все равно это как бы, ну, почти чистить говно. Работа такая неблагодарная и все в этом роде. Вот. И какая у меня тогда была мечта, я хер его знает. Хер его знает, потому что... не знаю, видимо, не мечтатель совсем. Ну вот, но потом у меня появляются разные идеи, и, да, там, как чего-то добиться в жизни, как-то себя реализовать, да, потому что мне там уже было ни хера не 20 лет, а где-то, не знаю, 20, может. Ах ты, сука, нормальная вертушка, будь здоров. Короче, становится очевидно, что рано или поздно это там... Как-то нужно будет становиться на ноги и не заниматься всякой херней, да, найти нормальную работу, желательно получить хорошее образование, потому что по образованию, у меня, конечно, высшее образование, но нахуй никому не нужно. Если что, факультет физкультуры и спорта закончил. Я могу быть с кем угодно в сфере спорта, там, фитнес-тренером и все такое, и причем неплохим, потому что учить я и передавать знания умею, но это... Все-таки, допустим, в Беларуси это не самая прибыльная работа.
Так вот, о чем я. Короче, я задумался над тем, чтобы как-то себя реализовать. Вот, обучался... Ух ты, бля, прям в башне. Эх, сука. В общем, ладно. Я думаю, что я уже начинаю вату катать. Короче, в какой-то момент я решил реализовать то, что у меня есть, да, там я умею общаться, не знаю, шутки шутить и так далее. В танки умел играть, хоть и не играл на тот момент где-то лет 5. Вот, ну решил, что когда-то там какое-то время начну стримить. И как-то вот по чуть-чуть к этому пришел. И, наверное, мечта у меня, именно сейчас, единственная, которая есть, это, не знаю, развить канал до такой степени, до которой у меня получится. Чтобы это как-то приносило деньги. Да, точнее, достаток. Достаток. У меня сумасшедших амбиций сейчас нету. У меня... У меня нет своей квартиры, да, там у меня старенькая древняя машина и так далее. Просто заработать на какие-то минимальные там, на минимальный комфорт жизни. Вот. На каких-то там... Понимаешь, дело в том, что я просто не мечтаю о чем-то таком заоблачном, что не смог бы реализовать. Потому что каждый раз, когда я мечтаю о чем-то таком невероятном, сразу же появляются идеи, точнее мысли, как это вообще сделать. И почему этого у меня нет, если я очень хочу. Сука, ну выкатись-то, ё-моё. Ё-моё. Ну, если бы у меня и была мечта какая-то, да, то... Ой, то точно не там о яхтах, девках и так далее. Мне это не нужно. Не, хуйня какая-то. Надо будет потерпеть. Не, мы, конечно, победим, мы все-таки забрали город. Осталось только задавить парочку Алексов. Dark Fantasy в пламени били. Ой, блядь. Кто выехал на меня? Коленный дик. Жара, Фэткок. Да. Сюда. Вот мне интересно, что у нас вот целый город танков, и никто активно не играет. Никто никого не пялит. Может сыграть злую шутку. Если что, господин Сагдиков только что -2 сделал. Пацаны все еще пасутся. Так, я прочитаю все комменты. Но потом. Скотоложец по имени Лёшка. Я не могу ничего здесь сделать. Не могу. Давайте музычку врубим. А, подождите, аж там... Так вот. Вот Это так вот, должно вот было. так вот, вот так вот, Вот так вот. вот так вот, 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 вот так вот. Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях. Спасибо, родной. Я оригинальную версию не слышал уже, наверное, полгода. Вот что Гачи делает, да, с людьми? Ой.
Короче. Я вот так вот стану, подцелю вот эту вот херь, потому что, возможно, кто-то там особо ловкий, умелый поедет, и почитаю комментарии. Так. Давай пчелок. Пчелки. Так, в очереди. Джисер убил коня. Наверное, откатил. Так. С чуваком из Чудской долины общался, каждый год жгут, а она растет, растет, на следующий год опять растет, тут тупняк назбирается, становится удобрением, на следующий год лучше растет. Ну, значит, не надо бороться с Марьей Ивановной, ё-моё. Значит, надо ее реализовывать. Да, но за границей. Потому что, как бы ни была конопля лучше, чем алкоголь, то начинается именно с конопли. Либо с чего-то легкого. Я не знаю, что это сделать. А, ну вот, кстати, да, можно по низу уже проскочить. Да, все, посыпались. Я, наверное, не успею на лимузине своем. Отдаст сигнальный факт. Так. Алексей Козылев, поздоровались уже. Всем привет, дорогой. Куда вчерашний стрим делся, заруинили? Не. Ох, бля. Не, там была музыка непонятная. Я его удалил, ну точнее, скрыл из доступа. До момента, как он проверит. Сейчас он проверился, и его можно смотреть. Я его где-то часов 5 открыл. Так. Пью чай, то здоровье. Спасибо, Никитос. Зашли, лайкосики, абрикосики прожали, порадуйте деда, да. Андрей, спасибо. Спасибо, котик, спасибо, родной. Так. Фантом в лесу, здорово, на кобре не катаешь? Ну, как-нибудь скатаем. Не, катаю. У меня даже полноценный стрим, наверное, точно был. Последний сак императора. Ясно. ЗБС, одни победы. Так, мечта получить Чифтейна. У меня он есть. Грозь, здорово. Когда ДР у Гачеслава? 19 марта. Да, а сколько лет Гачеславу? Мне ровно 30. Нет, 92. Это моя мамка залетела в 92. А так и 93. Ой. А, господи. Так, значит. Тоже после универа. Армяки работяга трудился, гайки крутил на вагонах грузовых электричек, потом удалось в айтишку перейти. Всем желаю. Красава. Я где-то год учился тоже на этого. Короче, Java Core изучал. Потом загорелся идеей начать стримить. И я думал, как-то буду совмещать обучение и стримы. Ну, короче, мне как бы засосало и все. У меня типа не было времени на что-то одно, короче, у меня было время. И вот, блин. Вот что получилось. Я уже год не изучаю. Дай бог, чтобы Марья росла и росла. И у тебя есть люди, которых ты не можешь терпеть на работе. Но я уже сильно толерантен в этом плане. Я где-то мест 10, наверное, трудоустроиться сменил за всю жизнь, минимум.
Везде разные люди были и разные эти сферы. Раньше бывало, такое помню, на заводе, на Беловесте работал. Был у нас мастер, конченый еблан. Чтобы вы понимали, он с женой, они даже рядом не ходили, а на расстоянии метров 5 друг за другом. Вот, настолько они друг друга ненавидели, видимо. Ну вот, ну да, он бесил. Он бесил. Ну, но он просто конченый, его никто не любил. Ну и так кое-где было, конечно. Я, наверное, особо не вспомню, но да. Что-то такое припоминаю, что... Плейвы приняли Эйнал. Ну вот в армии даже, да, там дебилов херова гора, почему-то мне ни с кого не горела жопа. Вот там были, конечно, парочка мужиков, которые, ну, были достаточно строгие, да, либо просто ублюдки. Вот, но почему-то как-то, ну, конч и конч хер. О, Лёшка бойный. Я вот ловлю себя на мысли, может у меня низкий уровень тестостерона, меня реально, ну, не бесит. Не знаю почему. Ну ладно, сейчас на работе так вообще. Я с одними девками работаю, и... Конечно, кто может бесить? Это же девки. Это же девки. Ну, вот. Девки ко мне все хорошо относятся. Вышло, видимо. Правильно сделал. И старта вот хитерит. Цепной слейв. Ну давай-ка ты уже потерпи там крах кабачковый. Пизда, я не пробил. Еще и стоковый. Очень плохо, что я ему не пизданул. Да ёб твою мать. Пизда, мне не опустилась пушка, чтобы дать ему рядом с маской. Что я могу сказать? Ой, ёбаная Галя. Спасибо, черт. Сколько 2000 хапануло. Я хочу быть гей-бой. Слейв. Так, у нас нормальная музыка там заиграла, осуждаю. Так, сейчас разберемся с комментами, с донатами. Здесь рискуешь, у меня кобра всунет. Говно это. Не должен меня видеть. Ну, потому что я на имбе. Отвали, говно. Ёбаный осел. Но мы не пизданул, короче, ничего не делать. Дебил. Ну-ка, Николас. Может, он еще пососет. Кто его знает, да? Хоп. В жопу. Любота. Ну, меня чекнули, вообще насрать. Уже поздно.
Ну-ка. Ну-ка. Даже на гей-линии нашел кустик. Пина. Ох, Пина. Если не стопудово победа еще. Ясно. Любота здесь будет, не будет. Эх, сука, ладно. Ковбойская перестрелочка тут вышла. Оп. Нах. Сюда! Он убил их всех! Сука! Вы поняли, как он их убил? Идиот. Просто идиота. Они шотный танк не убили. Так, давайте донат перечитаем. То, что это я тут. Так. Добрый вечер. Желаю тебе успехов. По всех, кто их начинает. Верзила, спасибо, родной, за кучу донатов, за кучу бабла. Спасибо, братан. Легендарный Борис, спасибо за 200 рубасов и кучу песен. Да, Александр Свистопляс, спасибо за 69 рублей. И Басу Джим, спасибо за 500. Хоп. Хоп. Поехали дальше. Так, почитаем комментарии, что ж тут было. Надо права на самолет получить и возить марихуану из КЗ, потом на кокс идти в Мексику. Да, план надежный. План надежный. По сути, если его легализовать, как в той же Европе и Канаде, можно нехило так туризм развить. Но, увы и ах, менталитет у нас такой. И месяц развития все купится нахер. Ну, там тоже поначалу скупалось. Я помню, в Канаде, когда реализовали, там были очереди за травой. Просто сумасшедшие. Просто сумасшедшие. Вот, ну, так или иначе, это одна из тех сфер, которую ты никак не законтролишь. Это вот наркотики, проституция, алкоголь, ну, по сути, тоже наркотики. Это никак не забороть. Никак. И... Я не знаю, есть такое выражение, типа, не можешь победить, возглавь. С одной стороны, это, конечно, бабло в бюджет, а с другой, молодежь и так спивается, старчивается, а тут еще это будет буст нехеровый. Не знаю, тема, конечно, дискуссионная, спорная. Пахли на центр. Дмитрий Ошпов, привет, я еду домой на поезде, завтра тоже буду лепиться в танк. Красава, красава. Приятных выходных тебе. Так, с курица. Да, в Питере как будто легалайз. Ну, много где в России. То в Беларуси нормально зажимают, и менты прям зажимают. А в России, да, это в сравнении с Белоруссией вообще там реально легально. У меня друзья, которые торчки живут там, либо трудятся. Конечно, да. О, пошел в жопу. Пошел в жопу. Писички. Так. Вообще, последние года 3-4 улетел по масонам, Хабаду, по принципе, теме. Так грустно стало жить, не советую. Ну, надеюсь, ты вернешься назад. На самом деле мир гораздо проще.
Например, вот Гейминг, да, хайт за то, что они там подкрутки, открутки, все дела. Вот вы заметили, они... Ну, причем подкрутки такие, что, не знаю, ты там сыграл нормальную катку, а потом тебя кидают дебилом, специально, не знаю, подпирают, что там угодно. Но вы заметили, они ни хера вообще нормально сделать не могут. Да, и... а тут внезапно подкрутка идеально реализована, причем очень давно. Как, сука. Да, ну тут не стыковочка, не стыковочка. Вот, либо насчет, там, не знаю, мирового правительства, например, да, там, заговора масоны и так далее. Нужно понимать то, что те там крупные, точнее люди, да, крупные бизнесмены, у которых там миллиардные состояния и так далее, это в первую очередь бизнесмены, да, понятие выгоды и так далее при приоритете. И у всех крупных бизнесменов, точнее не у всех, а у большинства из них интересы пересекаются. Это означает то, что одному выгодно будет, да, второму будет охеренно невыгодно. Соответственно, договориться у них вряд ли получится. Из этого и состоит капитализм и войны и так далее, потому что интересы регулярно пересекаются. Вот, то есть какого-то единого общего мирового правительства в реальности точно не может быть, просто потому что это они не смогут договориться, банально не смогут договориться ни о чем. Хотя зачастую, да, оно выглядит охеренно смешно, потому что я не знаю. Ну, зачастую просто смотришь и думаешь, что надеюсь, что просто в мировом правительстве оно есть, и там сидит жесточайший тролль. Например, не знаю, Сергей Дроботенко, который просто, не знаю, стебется, потому что, не знаю, разрешить, допустим, трансгендерам с детками выступать, это, ну это... Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Как? Вот так вот. Ну вот просто как это можно... Вот. Вот так вот. Как это можно понимать, да? Кроме как просто стёб Вот какой-то. так вот. Здравствуйте, привет и за твое очко. Вот настоящий мат для мужиков, каким и должен быть. Да. Покажи мне как. Научи летать. Сколько раз попадал? Я думаю, что разок всуну еще. Там постоит. Кругом Азиз. Кругом Азиз. На КД. Мама на КД. Не читаем комменты. Еще бы понять, что есть что, да. Привет, Гачи Мученик, Роман, здорово. Только что купил СТБ, в первом же бою 400 урона, основнокалибровую красаву. Красавка считаешь, пойдет, да. Да, угу. Пивмастер, здорово, Семен, привет, братишка, как дела? У меня первая 1000 на YouTube, отмечаю под самогон с салом. Пивмастер, здорово, родной. Здорово. Я, как видишь, тоже пивко пью. Вот. За твое здоровье. Кто не в курсе, у Пивмастера канал о пиве был, его жмыкнул YouTube. 20 тысяч подписчиков было. Несправедливо в один день пизданули канал. Вот, кому интересно, подпишитесь. Артурчик, здорово, поменьше слева, спасибо, родной. Михаил, привет, привет из электрички в Раменское. Здорово, родной, здорово, легких выходных и приятных тебе. Мастер, поздравляю, православных таблеток, да. Да, есть же этот Мариарти, который ютубер наркобарон. Я не знаю, кто это. Я не знаю. То же самое говорит, типа, на борьбу уходят миллиарды, а могли бы и в нормальное такое контроле получить деньги. На самом деле не так просто. Потому что... Ну, он, допустим, алкоголь, да? Он абсолютно легален, абсолютно на скульптуре и так далее. На нем рубят бабло, все в этом роде. Наркота может составить конкуренцию алкоголю. Да, а алкоголь это огромное бабло, огромнейшее. Вот, и как бы... Ну, как бы ты понял, да? Да и плюс, сколько наркосферу не возглавляй, все равно будет подполье некоторое. Да, ты ж не сможешь разрешить героин, например, хоть он и не модный.
кто-то будет с него торчать. Либо мефедрон, который модный. А вот и такой разрешать точно нельзя. И возможно будет такое... Я насчет этой темы сильно не задумался, потому что это очень дискуссионная тема. И, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. От завода первого, блядь. Ясно. Планы меняется. Ясно. Его разъеблы. Его разъеблы. Так. Это мероприятие просто пиар, тоже наркоты, им выгодно. Так же, как безработица. Да, тупым народом управляет легче, даже не тупым, а слабым в первую очередь. Мы тут не для того, что... Какое-то классное колесо, хочу третью отметку. Хочу. Ну, возьмешь. Если сильно хочешь, то возьмешь. Обычно, когда сильно хочешь, ты начинаешь думать, как это сделать. Когда сильно хочешь, начинаешь продумывать, как это сделать, там, над ошибками думать и так далее. То есть ты начинаешь правильно мыслить. Многие люди, вот, бывает на ютубе смотрю, там, не знаю, там, 1000-я серия по взятию отметок на 2.7.9, например. Ну, ты, типа, не играешь на 5К, да? Но из-за того, что ты веришь в подкрутки-открутки, ты начинаешь потеть и думаешь, что тебя просто должно дать в линию. Просто должно дать в линию и все. Вместо того, чтобы думать над тем, как поднять свой уровень игры, да, там, и работать над ошибками и так далее. Понятное дело, что тебя может где-то вести, где-то не вести, но в этом-то и прикол, как я говорил много раз. Ты, блин, давай максимум в дерьмовых катках, потому что в нормальных катках и всякие чуваки 49% настреливают хороший урон. Вот, а в дерьме попробуй ты накидай. Блять, он успел зарядиться, ошалеть. Я думал, что он как раз едет за эту херню, и типа я пережду. Ну говна черт. Ну говна черт. Значит так. Лом, спасибо за 100 рубасов. Спасибо, родной. Верзила, спасибо за херу точку бабла. Спасибо, братан. И за интересные, кстати, вопросы. Александр, спасибо за 69. Так, Борис, спасибо за 200 рублей и за музончик. Босс, спасибо за 500 рубасов. Так, продолжаем КВН. My name is VN. 87 тысяч, ошалеть. Ну, мы близко. Я тоже начал прикидывать, может быть, я все-таки спрысну свободку, и мы не будем страдать на всяких лоховских девятках. С этим мы разберемся потом. Так. Мы тут согласен. За Качука на колесе хочу третью отметку. Давай, братан, давай. А вы видели, как изменился Адит? Да, мне кажется, все пиздец. Вот я видел его эти клипы всякие новые, да, где он там брутальный мужчина. Кое-где танцует, но вот по мимике видно, что он лупится в эйнал. И что он хочет, что он думает о елдаке. Поэтому во все это мы не верим. То, что он на девок там засматривается, это ложь. Он, Борис Моисеев, все время тоже заявлял, что он, оказывается, не пидор. Да. Я тебе не верю. Наркота дает очень много бабла в виде взятых государства, иначе бы не просочилось через границу, да? Да. Он, блин, видели всякие в этом есть. В Калининграде улицы таможенников и так далее. Люди совсем охуели. Ну просто охуели. В Беларуси тоже зачастую есть улицы, где херова гора домов, хотя у нас за коррупцию все такое пялит вообще будь здоров. А в России такое ощущение, что за это вообще не наказывают никак. Ну, судя по всему, оно реально так и есть, потому что помните, как-то какого-то там майора или кого, он даже не полкан, блин, из МВД, хату в Москве конфисковали, и там целая комната бабла у него была.
Вы понимаете, у него есть же начальник, который тоже ловит откаты по-любому. По-любому. Кто, да, там служивый, тот точно поймет, что начальство по-любому в курсе, что делает подчиненный, и, скорее всего, она даже в этом участвует. Но пизданули только подчиненным, потому что хули нет. Ебать, на меня выкатывает. Да ты просто охуел. Тычка пропала. Помогите Даше найти тычку. У нас гриль там, если что, никто в нее не стрелял. Да уж. Халалалейлей. Хотя я и отсюда не вижу там никого, сука. Ко мне дробина приедет, объяснит, что я думаю. Да, валите сюда. Чек, всех благ. До новых встреч. Будь здоров. Так, я чекну комменты. Мы тут вопросики обкашляем. Хорош. Сатен тут еще ждет тоже новостей. Стоять. Ой. Хорошо. Вот не зря, да, сюда перекатил. Красавчик. Вот там ублюдок уже катается. Slave Music Premium. Я походу прорентгенили. А, не. Поляку напихали. Интересно, смогу пиздануть и свалить, если что? Если я безнаказанно смогу просунуть, многое поменяет. Никто не поменяет. Поехали за дробиной. Жопой торгует. Какой ты мерзкий, просто охуеть. Куда будем пробивать? В НЛД? А, зашло. Зашло. Поехали дальше. Почитаем комменты. Так. Начинается в дрочь на отметке на достанках, где планка низкая однозначно. Да. Вячеслав, вечер добрый, чатик. Александр, здорово. Здорово. Ну, я чисто внешне имею в виду. Азиска, вот. Ну да, видел. Станный еретик, да. Ну, ему пидоросня больше шла. Так видно, что он прячется. Так. Давайте мы докатимся и почитаем все комменты. Наконец-то до конца, да? То весь стрим пытаюсь дочитать комменты. Ах, лалалы. Вот этого напросовывать. Ебать! В такой сарай не попасть, конечно, надо смочь. Да, отсвечиваться. Ра-та-та. Ну где вы, блядки? Они все стали в круг, все? Нет. Не едут, молодцы. Доходяги.
Ну, были бы хп, я, конечно, поехал. Так, я никуда не поеду. Очко приклеилось к столу. Пришлось это драть. Опа. Ай, лалалей, ну и что сделаю? Где там хоть стоит? За дом, наверное. Ясно, вычеркиваем. Это тоже еще один гений гей-веб-сайта. Чисто засейвились. Аллелелейлей. Рекордс. Я думал, что хоть чуть-чуть успею. Калины С убежал. Так, дочитаем комменты. Так. А диско вот сам в свежем клипе уже с мужиками обжимается. Правильно. Правильно. Так. Типа спасибо, в активу перевелся. Ну, видимо, не совсем. Артур, привет. Благосклонен. Ну, может быть. У меня, кстати, наверное, вообще 100% побед. Да. Ну, при том, что я, конечно, не настреливаю. Да, рандом ничего. А коррупция в Казахстане на уровне генома, как в Call of Duty. Да, везде такое. У нас тоже. Всем удачи, Никита, спасибо, родной. Гачимен, я снова с вами. Красава. Всем посоветую, как лучше действовать на СТБ, пока остатку не изговнил. Не ищи моменты, чтобы от башни поиграть. Но от башни не нагрей, выхал, плюнул. Короче, знаешь, что ты от башни как на леопарде. Вот единственное, что если ты выхал, плюнул, откатился, все за БС. Что еще? Ну, нужно ставить на автоприцел, чтобы пушка сразу опустилась. К этому надо привыкнуть. И я когда играл, я не брал, чтобы не заморачиваться. Ну, наверное, да, на СТБ главный секрет. Ты стоишь за холмом, взял на автоприцел танк, едешь, и у тебя он сразу же опустится в максимальный УВН. Ну, там надо привыкнуть кое-как. Ну вот, и на многое, типа, не надейся. И не заморачивайся насчет того, что он-то не попадает никуда. Не попадает примерно, пойдет. Так. Играть надо с артефактом большой кабачок, да. Вы писать комменты, что Вячеслав еще полчаса после стрима читал коммент. Мы честные и любимся не будем, это правильно. Эх, вы скучно, да. Вячеслав, когда встает со стула, по комнате раздается громкий щелчок отклеивающегося ануса, да. Вадим Лепилкин, здорово. Привет, вечер добрый. Анекдот. Мой друг был в шоке, когда я отлизал его сестре. Остальные участники похорон тоже немного были очень удивлены. Кого хоронили, друга или нет? Блять. Случайно на линию фронта нажал. Все, официально все комменты просчитаны. Очень хорошо. А то я начал суетиться уже. По этому случаю. Так, Лом, спасибо за сатен. Вердила, спасибо за кучу бабла. Александр Свистопляц, спасибо за 69 рубасов. Борис, спасибо за 200 рубасов и за музыку. Бас Турин, спасибо за 500 рублей. Спасибо, ребятки, что подогрели очко Вячеслава. Пойдет. Нет, не прочитаны. Ну все, теперь прочитан. Да, блядь, какая-то песня там незнакомая. Пчелки. Просили полгода назад, вот только сейчас включил. Когда проснется Dungeon Master. Тогда причешут челки. Must pull up all S. И по лесу закружится.
Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, Поехали. того они не жалят, тому приносят мед. Очень, пожалуйста, твоя реакция, спасибо. Ну, Каждая пожалуйста. ромашка нальет нектара в чашку, и даже одуванчики нальют нектар в стаканчики. Эту ромашку я бы сорвал, конечно. Но не подставляется. Кто к ним не пристает, Дик. Ну-ка, 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 сука. того они не жалят, тому приносят мед. 3 литра меда in anal за такие сейвы. А здесь, конечно, лучше на фазе быть, чем на 704-м. Нальются медом соты, и вечером на пасеке сыграют пчелки в классики. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят. А я так хочу. Ой, 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 ой. Попадем или не? Кто шарит? Не пробил. Еще хуже. Лучше бы не попал вообще. Сука. Льдом покроет лужи, оденут пчелы валенки. О, блядь, меня подчекали. Здравствуйте. Соты баиньки. Так, кто-то очко уже сорвано с петель. Кто пчелок уважает, У него если что не пиздят, пристает, ему насрать. того они не жалят. Тому in anal мед. Ну, пиздец все равно. Коленный дик. Я в Птицеград на сессию, с гитарой вместе с песнею, и здесь для вас играю. Шакалиный дик, жара, фэткок. Куплет свой повторяю. Плейвы такие сохорни. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, Неуважение к пчелкам того снова. они не жалят, тому приносят мед. Я мог ему туда насувать. Но этого не сделал. Кто пчелок Честно говоря, я не понимаю, в чем у него проблема. Он может там всех наказывать к ним вообще не по КД. пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Тому in anal мед. Это мы всунем обязательно. Но потом. ЛТВОДы, красавцы, что там делают грязь? Мы снова победим. А все из-за уважения к пчелкам. Вот все до капли это уважение к пчелкам. Пизда, я так и знал, что нельзя так стрелять. Do you like what you suck? Да, у меня проблема. Размером с фэткок. Убей его нахуй. Ой, не того. Блять, у меня, видите, сколько на фоне пацанов стоит? Просто посмотрите на секунду, сколько их стоит. Никто не пялит. Этого никто не убил. Но я зафейлил тычку, я конч. Вот это все изменило. Пантера вот просто пчелка. Так, Максончик, привет. Гачслав, привет. Усть Каменгордка и тебе тоже. Из Витебска, привет. Усть Кам Салам из Костаная. Ошалеть. Ошалеть. Как же вы далеко, ребята. Так близко и так далеко. Так, гачу-версию. Кто-то гачу-версию включил. Так делать не надо.
Давайте катку досмотрим. И включим потом музыку. А, господи, что можно включить вообще? Я понял, нихера нельзя включить. Ладно, тогда смотрим без звука. Там, друже, Корсес, я, если я правильно понимаю, здорово. Здорово. Что касается дружи, если ты украинец, тогда мирного неба тебе. Браток, если ты поляк, тогда откройте границу. Отстаньте, откройте границу. Так, ну хорошо, я в очередной раз успел все комменты прочитать, красава, и даже пострелять. Не так долго обкашливают вопросы, это вообще. Столько фуловых и только бестолковой херни. Я смотрел, кстати, что мне там по проджете. У меня на проджету нужно 76 тысяч опыта. Зато на всех остальных там прям до хера. Но вот эта херня, там топовая пушка и топовая башня стоит дороже, чем сама проджета. А еще я глянул, я могу Ягу открыть там танки до Фердинанда. Аж все за 0 опыта можно открывать. Там, конечно, оборудование некоторые надо открыть, но до Фердинанда можно открывать все за бесплатно. Что, конечно, заставляет задуматься. Не кажется ли мой анекдот игнорирует? Возможно, он не влез. Короче, он не засветился. Твой анекдот не засветился. Ты его по одной строчке высылай. YouTube блокирует большие сообщения. Либо обрезает. Короче, по одной строчке вышли его, он не засветился. Семен, здорово, Данил, здорово, привет из Алтая. Павел, здорово, спасибо. И тебе из Витебска. Блин, Алтай, конечно, красивейшие места там. Вот в Витебске, ну, в Витебской области тоже есть на что поглядеть, но в основном это леса и эти, блин, и озера. Вот, а Вячеслав любит горы. Ну и все, что вообще стоит и длинное, Вячеслав любит, конечно же. Как без этого, особенно под пиво. Особенно немытое под пиво. Всем Томи, здорово! Здорово, как там этот? Блять, Либерти Сити. Как там город Вайс-Сити назывался, я уже не помню. А, так и назывался Вайс-Сити, точно. Что-то я затупил. Добей ты его, Господь, Господь. Ау. Я заметил, знаете что, я перестал орать, и у меня башка перестала болеть и кружиться. Привет, гачисты, бугист, здорово. И решил царь раздать свое царство МУ трем сыновьям. Вот только эта строчка есть. Первая отметка сюда. Нихера себе насветил, хорошо. Бля. Мы все ближе и ближе, да, к православному танку. Так, давайте мы включим музон. Давайте мы, знаете, что включим? Как раз таки там многое будет из GTA. Вот, музыка вроде как проверенная. Проверенная как-то врубала я. Ну, ясен хер мега качественная. Ну, ясен хер такое никто не слушает, да? Но она реально хорошая. Под стримы самое это. Так, решил. Все, окны, все. Ну и все. В город Ясенхер едем, будем там раздавать.
Валенок боксинг на арте. Максимально отбитый человек, ну как бы. Ну как бы и что, да. И Узбек 11, ничего не имею против. А у нас кто там? Нет, наркоманы. Ну, let's go, Юрий, здорово. Здорово. И как-то вот, знаете, мне частенько писали, что заведи там второй монитор для комментов и так далее. Мне как-то даже с мобилы достаточно удобно читать. Спасибо за 50 лайков. Там видел 50 лайкосов. Спасибо, родные. Приятного вечера, приятных выходных, вкусного пива и вкусных пилоток вам, дорогие друзья. Ах, лей-лей-лей. Канзер, здорово, hello всем, чтобы твой снаряд всегда в БК врага летел хорошо. Хорошо, спасибо. Ну, кстати, на этой бэброчке мы можем взорвать БК. Тут такая альфа прям будет здоров. Ебаная свинина, не сломает сейчас забор. Пошел нахуй. Эти два гуся нарисованы. Конечно, максимально смешно. Ну просто сколько вы знаете итальянских танковых асов? И мне кажется, за все время ни один итальянский экипаж танковый не подбил ни одного танка. Ну, танки у них красивые, ладно, молодцы. Молодцы. Я хуйню делаю. Вот подписывайтесь на канал. Ага. Очканул? Очканул. Слушайте, там конь иссасанный до смерти. Их надо просто всех изъебывать. Чтобы они были грустные. Есть, вы поняли, там вообще на изи пробивается. Там все еще где-то ПТХи 10-го левела. Надо их срочно танковать. Поехали, браток. Поехали. Бля. Хорош. Красота. И мы в сейве, чувствуете? А все, лалка смотрит на меня. Бесполезно. Это тупо Skyrim. Идиотин. Но он не просунет никуда. Не, ну, конечно, может под башню просунуть, но это маловероятно. Он выбрал фугас, красава. Оружие героев. Ах, лей. Давай про... Это голова как пизда. До свидания. Поехали дальше. У него башня стоково осуждаю. По-любому не сбежал, да. Да, ну сейчас будет сорвана очко твоя. Бля. Я сейчас доржусь, меня бабах сейчас шотнет.
Пиздец. Надо было заряжать ББХу, да и все. Завода хочу. Не похуй. Где славянин артоват? Этот. Там где-то второй рядом был. Ой, хорош! Я ему не всуну, да. Он каким-то образом не смог закрутить Баджера. Ну просто как? В смысле, ты чё, дебил? Кошмар. Так, значит. Я в Дигу здоров, ходят слухи, что с каждым глотком пива на 4 приобретает, пробивается реже, а сам попадает чаще, да. Это абсолютно правда. Хитрый проход в ноги от пьяного мастера, да, да. Вопрос жизни и смерти. Есть за догоном... Ехать за догоном в разливуху или нет? Да хочешь едь, до 10 минимум будет стрим. А если захотите, можно и позже, да. Можно просто удвоить донат полоску. Осуждаю. Осуждаю, вот так. Так, ты пока писал сообщение, мог уже сгонять за догоном, да. Да, тоже. И пойдет, мы бустимся раз за разом. У нас все еще по ходу 100% побед. 10 боев, 100% побед. 100. Блять. Так. Так, что запись? Пойдет, меня карта устраивает. Меня все устраивает, я подпуханный. Пьяного числа устраивает все. Здесь, конечно, обзора не хватает, да? Скорее всего, это сделано, что здесь ни одной кепки. Ну и хер с ним. Это здесь можно просовывать. Ну ладно. Он поедет на низ, мы ему всунем. Он не валка. Надо ехать, все танки светились. Внезапно. Здесь заряженные пацаны. Богатенький подкок. Вот так просто. Украшение мой эйнал. Я бриксонул. Ах ты, ёб твою мать, нихера себе. Он тоже на горе. Конч. А, вот так, да. Все, я понял. Все, я понял. Кажется, такого пробития недостаточно. Нахер. Ладно. Ладно.
Ну, по сути, я поймал от 704-го, да? И... Ну, и с этим Лёшкой перерамсил. Так, значит. Так. Денис Исаев, привет. Покажи, пожалуйста, какие настройки ставить в игре, новичок. Все зависит от компа. У меня вот такие. Вот такие. Можете, если что, на стопоре посмотреть. Так, по игре вот. Вот такие. Звук вот такой. Ой, ставить. Да. Такая чувствительность. Сенса, проще говоря. Вот такие вот настройки у меня по прицелу. И по маркерам, вот. Вот, если что, можешь вежливо скопировать. Что не касается графики, подойдет. Что касается графики, смотри по кому. Так, сколько у тебя сиська Жигулевского стоит? Я не знаю, я не покупаю это дерьмо. Я только на пивзаводе закупаюсь. Ну, либо если в магазине, то что-нибудь там, не знаю, типа пол-лайнера покупаю. Ой, даем Жигулевская там 2 литра стоит, наверное, рубля 2,5. Белорусских это меньше $1. То есть это на ваши, на российские, наверное, рублей 70. Семен, а чего решил сегодня под пивко? Ну, вчера донатили на пивко. Вот я сказал, ладно, как бы, если вселенная сподвигла к тому, чтобы купить пиво впервые там за долгое время, надо купить пиво. Потом под пивко. Тем более, что я решил... Во-первых, в субботу всегда как-то так себе играется. Да, особенно на десятках. Нужно играть на какой-нибудь либо премии, либо на какой-нибудь хуете. И тут как раз подвернулся 704-й. Да, танк такой. Как бы и для самых трезвых бродяг. Вот, ну и короче, звезды сошлись. Ну не может быть такого, что там никого, да? Ну, я подозреваю, что там реально никого. Давайте, суки. Давайте. Stop to moving. Чекнул. Ой, хорош. Реня пососал. Ну. Заводим. Ну, танк без приколов достаточно имбовый. От борта, но он прям вот как 705А. Надо было, наверное, свертухи дать. Сушка не пробила, будь здоров. Будь здоров! Тимуч напихает. Вот ему сейчас напихает. Хорош. Все-таки выбрал меня, ну пина, слушай. Где-то там, наверное, сидит. Настя, мы продавили. Это очередная победа. Очередная, сука, победа. Гайчеславу на леопардовый трус. Спасибо, котик. Спасибо за 69. Спасибо, родной. Сушка не пялит. Не может такого быть. Сейчас должно быть -2 здесь.
Видимо, не попал. Андрюха, спасибо за 69. Спасибо, братан. Так. Угу. Так, вот кто должен участвовать так, в битве блогеров, а не нирчики-дырчики. Ну, как бы да. Там какая-то, это, блин, семерка есть у них, да? У них какой-то там турнир. Но я так посмотрел, оператор у них нормальный, профессиональный. А остальные чуваки, как на них смотреть, я не понимаю. Чисто дети, блин. Чисто, сука, дети. Там, типа, не ярких каких-то чуваков. Вот вы заметили, допустим, в сериалах, да, их когда делают, там, не знаю, сериал «Друзья», либо, не знаю, «Интерны», вообще, что угодно. Их строят изначально, либо «Дом 2», да, там, всегда подбирают актеров, либо героев, которые там, не знаю, кто-то яркий, кто-то там, не знаю, тихоня, кто-то ковбой там и так далее, чтобы людям было интересно смотреть, чтобы люди могли себя как-то ассоциировать. А там чисто все, блядь, девственники. Ну как вы? Вот в танки играют взрослые мужики, да, там, 30-летние, 40-летние, мне кажется, в основном, я, может быть, путаю. Ну где-то вот от 25 до 35. Какие в пизду, блядь, левши и недины, вы ебанутые совсем. Ну что это за херня? Ну, не, блядь, вот есть актер, например, взрослый мужик, ну позовите его, пускай посидит, там, не знаю, поведет, ну, поджигает. Ну, даже, там тупо даже некому комментировать. Нету прикольных людей, которые там как-то могут закомментировать, и это будет весело и интересно. Потому что людям-то этот киберспорт нахер не надо, да, если он не веселый и не прикольный. Но для меня просто загадка. Просто, блин, загадка. Так. Сэпасы, где петуха? Какая? А, меня там жмыхнули. Там жмыхнули, блин. Ну, потому что это играл как пьяная скотина. Пистин in LA. Песня, блин, долгая. Ну, ну-ка. Блин, BL9, конечно, 10. Извиняюсь. Выглядит, конечно, как что-то уже родное совсем. Неужели в закромах нету ни одного тяжа советского с BL10? Это был бы разъебушный разъеб. Прикиньте, какой-нибудь объекта 780, например, с BL10. Либо деда 7. Вот здесь 7 точно заиграл бы красками, причем ярчайшими с BL10. Твоя карта, все верно. Ты напився уже, да? Меня поднахуячивает. Но поскольку я пью редко, мне реально много не надо. Говнари едут в этот куст, ублюдки. Я не понимаю, что там можно искать вообще. Вот эта шайка вся могла поехать забрать гору. И катка была бы решена. Они снайперят, вот только вы думаете, они снайперят и целят места, которые засветить некому. Если никого не жмыхнете. Вот едет Проджета, да, под них всех. Падает вниз ни одной тычки. Мы катку проиграем. Ну просто потому что дебилы. Ладно, у Гачеслава есть домашняя заготовочка, мы сейчас выйдем слепой и пизданем.
Right now. Ну где за свет? Знаете что, в кустике нету. Ну вот это дерьмо. Он полгода в курс заезжал, понимаю. Ладно, поехали в танки играть. Прожета оказался хитрожопый. Ой. Look it up. Интересно, деда получится как-то подпушить или нет? Сюда! Блин, я не верил, что я в такой угол ему жмыхну в башню. Но срослось. На Т-30 выехать просто добрать его. По мне. Нет. Бля, черта. Токовая башня. Вали, дурак. Да. Правильный ответ. Ладно, я размечтался определенно. Пошел ты. Пошел ты. Любишь со стоковой башней играть, люби и сосать. Нормально, мы еще отбились. Так, был только с Белди, да. Здорово, ублюдок. Переклавьте, здорово. Как там ГК? Не называй меня ублюдком, я обижаю. Хочу выйти и кому-нибудь просто сорвать сани с петель. Ой, что творит. Ладно. Был бы не я, если бы не попытался дать свертухи. На проджета там же. Пиздец, смотри, что делает. Беззаконное беззаконие. Туда. За ваше здоровье И за маечку. и за мое очко. Спасибо, родной. Уничтожен. Члентурион, я думаю, еще попытается что-то сделать. Не успеваю свестись. Ой, как меня так убачили. Ладно. Хорош. Это то, что было нужно. Пес.
Пес, умри, сука, кто-то быстро дал. Где-то там. Там возятся слейвы. Поехали ягу танковать. Пизда, да сколько можно? Хорош. Ты не любят фэткок. Кати. Где эти бомжи? Но. Слейв не любит токсин. Там яшку уже начекали. И разорвали. Хорошо. И второй. Я успею второго дать. Где-то там, наверное. Славянин. Славянин. Да, да. Хорошо, хорошо, реально моя карта получилась, да? 5600, блин. Так, все прочитал, красавчик. Красавчик. Значит так, спасибо, Андрюха, за... Серега, спасибо за полтишку. Андрюха за 69. Лом за сатен. Вердила, спасибо за херу тысячу бабла. Александр, спасибо за 69. Борис за 200. И Баст Джим за 500. Спасибо, ребятки. А блендов не было, да и хер с ними. Да и хер с ними, нормальный настрел. Зато. Так. На Исульке, что у нас там по стриму? Ну, по стриму, скорее всего, ни хера хорошего, да. Это не важно. Не важно. У нас, кстати, один отсосик случился. Так, ну и все. Ну и все. У меня жопа уже вспотела максимально. Поехали на гору. На горе сейчас будем грязнить. БЛ Ять. Да. БЛ Ять 10. А БЛ9 это на этом, на DD третьем, да, вроде стоит? Витек, здорово. Здорово, Степаныч. Ну, я почти. Меня Семен зовут. Не важно. Здорово, родной. Легких выходных, приятных, да? Хорошо проведи время, родной. Усаживайся поудобнее. Чего ешь? Гестальт, здорово. У меня орешки и мясные чипсы. Ну, там из копеечки такие. Видимо, куриные. Ну, всякие чипсы я не беру. Тут хоть какая-то польза от этой еды. Вот, ну и на стриме, конечно, чипсами хрустеть так себе. Вообще жрать на стриме так себе, ну как бы вот так. Какое пиво пьешь? С пивзавода Витебского. Называется Урштайн. Сами варят. Хорошее качественное пиво.
У него херово не бывает, заходит легко. Так, сука. Стоять. Хорошо. Подловывся. А ну-ка, еще кто-нибудь будет? Там где-то ТВ пидор будет. Да. Спасибо. Сюда. Так люблю такие вот альфочки жирные, вы даже не представляете. Дай-ка я въеду. Быстренько обкашляем все это дерьмо. Бля, ну могла. Ладно, может быть и не могла. Твой пидор там бесчинствует. Хорош. Она может поехать эсэсовцу обоссать голову, как вы думаете? Просто его отмудохать объективно некому. Ну он молодец, он вкатил, он поехал по банану, все как надо. Все как Джофф учил. А вот есть кобра, кстати. Кобра его сейчас просто раздерет. Я конь что-то вообще ничего не зарешал. Ой, бля. Найс. Так, хорошо, минус одно. Коню хана. Потому что на все наши шайки смешной тоже будет. Плохо. Не знаю, куда поехал. Здесь вот нужен. Ну жмыхни его, ё-моё. Ой, что-то я наигрался, да. Да. Ну и хер с ним 4К, сюда. Сюда, пойдет. Так, сушеный Симин он ест, да. Хипсы зло, согласен, а хомячить на стриме ничего страшного в этом не вижу, наоборот, как-то вайбово. Ну, многие стримеры, когда едят, чавкают, их жизнь не научила. Меня когда бесит, я как бы нормально, я считаю, что нормально ем. Ну вот, но вообще, наверное, это не совсем хорошо. Короче, довелось соснуть. Поедем тогда на вот этой шляпе. Ой. Короче, я вот посмотрел так, и вот для себя еще не решил. Смотрите, его по-любому надо будет выводить, ходовую ставить, да, хотя бы. Хотя бы. И вот с этим, ну, 50 тысяч, ладно, а здесь как бы... В общем, если вот это и вот это ставить, то, наверное, лучше все-таки сразу же... Короче, хз. У него стоковая башня такая лоховская, да, топовая еще более-менее терпит. Вот, но есть еще вариант влить просто свободку. С другой стороны, он не настолько мне нужен, чтобы вливать в него свободку. Гачеслав в смятении абсолютно.
Бэби. Уже 2 часа стрима прошло. Блин. Спасибо, ребятки, за 62 лайка. Спасибо, родные. Так, ну за донат я уже несколько раз говорил спасибо. Чуть позже скажем в очередной раз. Бля, елку не уважает. Вот никого не начекал. Надо ехать и вежливо от борта пялить. Что еще остается, да? Либо даже можно заехать, у нас тут много народу. Ну это ебатня польская. Дерьмо. Я мог всунуть. Вот сейчас тоже мог. Все зеленым горит. Мешало. И вот это. Понимаете вообще, что происходит? Я просто не понимаю. Главное не гореть, конечно. Надо просто пялить. Ну, пацаны, ладно, молодцы, поддержали, вообще будь здоров. Не кинули в обиде. Не оставили обиженным. Ну, блядь! Скандал. Грустно и очень необычно все вышло. О, наконец-то. Почти на 500, хорошо. Хорошо, я считаю, что оправдан. Как дебил, выкачусь. Я понял. Это рассинхрон. Вариант. Да, в очко катился. Закатился в очко. Закатился в очко. Словно и не бывало. Мы так вот пизданем. Ладно. Да все понял я, что чмо. Конченая последняя. Ну какая эска будет его пялить? Хорошо. Ага. Среди ангелов он гей. Поехали вперед. Елочник. Ну песня. Ну песня. Где-то шапокляк затихарился. А, это не шапокляк, это скорпион, ну ладно. Наверное, хуже, потому что он меня за одну тычку заберет.
Мы ждем Скорпиона и ждем судьбу. Пройдет альфочка или нет? Нах. Охеренный танк. Вот от борта танковать на нем самое то. Он очень прикольный. Мне во многом не везло, я мог здесь на 1000 урона минимум давать больше. Но не срослось. Не срослось. Качать супер коня. Есть выбор качнуть 50Б. Лучше супер коня. 50Б слишком сложный и... Короче, не качай. Нормально выстрелил. Там летело и в землю, видели, ушло. Сука. Ладушки. Ладушки. Короче, коня качай. Это, наверное, самый имбовый танк сейчас. Блин, бусты заканчиваются, конечно. 3 секунды. Вот Бухим. Стрим пролетает реально в 2 раза быстрее. Вот просто моментально. МБ Чиф лучше коня только. Нет. Сейчас у Чифа нет ДПМа. Чиф получше. Возможно, еще кто-нибудь 279. На нем просто можно очень сильно агрессивно играть. Очень сильно. На коне не везде ты агрессивно сыграешь. На коне ты агрессивно сыграешь, там, где можно НЛД спрятать. Но бусты с новогодних коробок пофармим, если их, конечно, туда положат. Ну да. Да. Просто совсем скоро новогодние коробки будут. Они обычно где-то к 1 декабря. Херня осталась. Я уже подхуячил что-то вообще, блин. Ну, ждем. Ну-ка. Cross my fingers. Я на жалости, что она этот просто остановил пушку, она здесь остановилась, а не вон там. Не вошло. Да иди ты в жопу, капец! Ну как будто все еще досвечивает. Ну-ну-ну. Верю. ВН. Ясно, пизда нет. А, даже не по указке, то есть меня начекали. Угу.
Бля, ну ты псина, слушай. Да его будет наказывать. Такие дела. Слепой стреляет. На том фланге жопа полная. Наверное, даже имеет смысл откатить. Ну, конь, походу, какой-то скилловичок. Агрессивно играть, все как надо делать. Nice. Как можно ездить, что вы не чекаетесь никак? Я не знаю, получится ли у меня уехать как человеку, да, по сейву. По сейву, по здорову. Если я еду, будет нормально. Корыто, пишет, поворачиваться вообще слишком долго. Ладно, там все равно херово полетело. Я думаю, я бы не дал. Максимальный урон. 934, здравствуйте. Доберет меня? Хорошо. А это конь. Это псина на коня. Хорошо, это месть. А вот это месть. Это конь, а вот это вот месть. В жопу. Шел в жопу. Вот и месть созрела, да? Угу. Кто берет базу, я не знаю. Найс. Ну все, пиздец. Не собьем базу. Это созводный коня, его тоже надо наказывать. Look in your ass. Хорош. Доходяги ссаные, не просто ублюдки, просто ублюдки. Надо было скорнить. Хорошо. Хорошо, Т-103 походу базу берет. Бля, это был бы такой охуенный выстрел, если бы я дал вслепую. Бля, все-таки попал. Я тоже нажал на выстрел, я бы мог сбить. Да и хрен с ним. Зато я наказал доходяг местных. Так. Реакция на выстрел по елке просто бесценна. Так, новые бусты, снова не корова. Фу, 279, у него шляпа торчит. На самом деле он имба, блин, на нем мансить надо нормально, да и все. Все-таки он мерзкий, но... Он, понимаете, чтобы до хера настрелить, надо играть агрессивно. Для агрессивной игры, для супер агрессивной игры,
Как раз таки вот и подходят такие танки, как ВК-7201. Да, вон скилловички вот эти грязные. Грязные скилловички вдвоем. Вот мы их и опустили весело. Так. Ну, ладушки. Ладушки, неплохонько. Так, читаем дальше комментарии. Так. А1 будешь? Нет. Нет. Да сейчас 62 есть, А91 не нужен. Картаны, да, но у него очень комфортное орудие. Да хуйня, блин. Он сам по себе некомфортный, то что орудие комфортное. Да и опять же, у 62 все пизже намного. У него и ДПМ, наверное, уже лучше, да. И альфа жирнее, с жирной альфой проще играть. 320 альфы это кошмар полный. Так, картоны, да, но... Вообще есть желание ничего не качать и играть в удовольствие на песочных имбах по типу Матильды и Валентайн. Вот тут комфорт чувствуется полностью. Бро, а ты на ВГ и на лесть. Я на лесть играю. Либо на Гочксе. В общаных премах из принципа не играю. Почему? Я на лесте не играю, потому что, во-первых, нет Гочкса, нет ВСВ, нет Хтстрит, плюс много танков, которые гораздо комфортнее премов. По типу... Ну вот я, кстати, если бы ради удовольствия чисто играть, я бы брал какой-нибудь имбовый прем. Какой-нибудь Бурасик, либо Шкоду Т-56. Просто на нем бы все время играл. У тебя постоянно в плюс, у тебя херо гора серебра. Ставишь туда самое крутое оборудование, боновое. И просто ездишь и пялишь. Да, самое что удовольствие не когда сосешь, когда пялишь. Вот она, имбовых премах такая, что самое то. Либо на чем-нибудь из 10-х левелов, что с бешеной альфой. Либо ВК-7201, да, бешеное пробитие альфа. Просто едешь и рвешь. Ну, либо вот какой-нибудь вот 28 мы вкачаем, и на нем можно будет ради кайфа пялить. Либо гриля какой-нибудь вкачаем со временем. Что-нибудь такое. Так, мне на лесте из нагони коробок выпала гочка после игры. Прям пару боев покатать просто бесценно. Ну да. Сотник, здорово. Ну 62 сейчас лучше СТ-10 советов. В принципе, может быть. На 430... Бля, как тебе сказать? У него орудие, конечно, такое не для статистов совсем. Тем более на деле, да, на 430 ты все равно мордой там сильно не потанкуешь в наглую. Ты будешь танковать от башни либо от борта, 62 позволяет то же самое. Плюс она быстрее, маневреннее, у него жирнее ДПМ, у него приемлемая альфа и там куча всяких вещей, 62 супер имба. Ну, это очень хорошая стежка. Если бы у него был УВН, возможно, даже была бы лучше. Ну, типа, у него все есть. У него все есть, ну, кроме УВН, хер с ним. Так. Ну да, и кто не в курсах, 62-ку апнули. На ВГ вроде не апнули, а на этом... На лесте апнули. У меня была пару стримов, можете посмотреть. 62-ка, конечно, в порядке еще в том. Был офигенный год, его апнули, потом его не рванули и что-то не очень слабо. Не, он тоже неплохой, он реально хороший. Но ты, если его сравнивать с кем-то, то, наверное, 121-м. У 121-го орудие покомфортнее, но меньше брони. А у 430-го наоборот. Больше брони и орудие там чуть хуже стабилизации, сведения и так далее. Вот на него плюс, у него альфа жирная. Я в свое время мечтал, когда из топов, да, там была только 62-ка, ну и 140-й хер с ним. 907 еще был тогда, и я недоумевал, нахера вы одни и те же танки водите. Столько вариантов, ну, типа, это же просто скучно, это херь. Вот, я прям мечтал, да, когда ведут советский танк с нормальной пушкой, альфой. Вот, но так вышло, что я ушел в завязку лет на 5, когда вернулся, вот, что я увидел. Вот мне уже не хотелось ничего советского качать, потому что я в свое время просто переиграл на этом. Вот, но 430 мы тоже когда-нибудь скачаем. Я думаю, что у нас на очереди будет вот 705, 268, наверное, Хари.
Яга. Е100. Возможно, даже гниль, но это вряд ли. Да. Е-писюнчик 430У. Надо будет постепенно все это вкачивать. Насишки. Спасибо, братан. Спасибо, родной. Сейчас мы чекнем. Фистмастер, спасибо за 200 рубасов. Спасибо, братан. Можно где-то здесь вточиться. Нагрязнить. Там цели, там что-то целишь. Пиздец, мы всунули. Туда. Сейчас отсветим. Ну там, ладно, там фазу, он сюда смотрит. Херово, если бы он смотрел туда, я бы ему всунул башню точно. Да, что бы еще тут придумать такого? Надо как-то фазу насовывать дальше. В этих я не вкину. Базон. Выстрели, бля. Что за дерьмо такое вообще? А, все, я понял, что это дерьмо. Куда? Я вот так посейву, извините. Да. Помните, вот это дерьмо было на хайпе ровно минут 5. Просто из-за того, что он похож на 260. Это тайминг. Будь здоров. Будь здоров, дружок. Неясно, где СС, если я его мог вкатить на фазу, а давайте мы так и сделаем. Пусть. Тихо, тихо, тихо. Мансанули. Мансанули. Ирена. ПТшник красава. Вот так вот надо врываться за щечки, ребятки. Вообще супер получилось. Мальчишка молодец, почувствовал тайминг. Хорош. Не, прикольно так, конечно, осквернять. Очень весело и задорно. Смудали там по грибам. Сюда давай жопу свою немецкую. Да-да-да-да. Стой. Хорошо. Ну раздача такая конкретная, я бы сказал.
естественно, сейчас базу возьмут, там и сушка стоит, он точно никуда не поедет. По нему видно, что он никуда не собирается. Ну и что, как это понимать? Земля, все. Все ясно. Меня стрелял. Фиговенько, да, если бы Цуну у него был вообще чики-брики. Где вы, свинья? Один ублюдок еще не чекался. Ой-ой-ой. Хорошо. Я, может, даже успею зарядиться. Не успею. А сколько базу заберет. Это был последний шанс. Ладно. Ладно, раздача опять произошла. Охереть. Просто охереть. Так, читаем дальше комментарии. Так. Аю. Угу. Ждем АПа 907, а то будет кактус после АПа 62. Блин, ну 907 на ГК, кстати, это будет очередной танк, который чисто для ГК. Потому что на ГК, когда вкатывает пачка 907-х, они вечно рикошетят, всякое дерьмо происходит. 62-ка так не рикошетит. Вот, так что 62-ка больше для рандома, а 907 больше для ГК. Очевидно. Но нахера брать 907-го, потеть на него на ГК, я не совсем понимаю. Стример, ну, Алиеста, мое уважение, да, стример просто не занимается гейстом, сегодня занимается, но это не точно. Я Ягу вкачал, но так и не понял, как на ней играть, хочу постоянно ворваться, получается только повесить медаль «Стальная щека» на анус, к сожалению. Ну, я вкачаю, покажу. На Яге надо как-то на барабанах, то бишь от размена союзников, или как ловушка Джокера, «Стальная щека». Я столько крылатых фраз от Гачеслава набрался. Мама, не горюй, все верно. Все верно. Я сюда из-за шортов пришел правильно. Все так походу пришел. Да! Ну а как еще набирать подписчиков? Со стримов люди не подписываются почти. Тем более, что один коротенький видосик. Там, не знаю, на косарь хоп и залетит почти каждый. А стрим там хорошо, если 500 посмотрит. Так. Совет стримеру. ТикТок вроде как разблочили, может туда выкладывать. У меня есть ТикТок канал, там 3500 подписчиков. Вот, единственное, что я не могу там стримить, потому что надо либо там, либо там. Чтобы стримить в ТикТоке, нужно менять разрешение. И его там типа как-то ковырять. Вот, то есть рестримить в ТикТок не получится. Так. Однако его канал быстро растет. Последний раз, когда заходил, было 6к народу. Ну вот. Зачем ТикТок нужен, если есть шорты? Не, ну надо везде. У меня и в ВК тоже я выкладываю те же шорты. Есть такой раздел. Мало ли, да, кто-то... Ну, там 500 с чем-то человек. Я почему-то уверен, что в большинстве своем это не подписчики с Ютуба, а чисто с ВК. Так, шорты все пришли из-за того, что ТГ, ТТ блокали и не было ничего нового. Блин, а вот ТикТок, он как-то работает. Вот я начал выкладывать видосы в ТикТоке. Через там, не знаю, месяц большинство моих знакомых меня уже видели в ТикТоке. Он как-то чисто внутри страны, видимо, работает. Вот, и там алгоритм такой. Если там будешь выкладывать по 3 видоса в день, то как бы, ну ладно, не кое-как будет набирать просмотры. На ВК и на Ютубе нужно... там если будешь на ТикТоке дохера видосов выкладывать, да, там больше 5, то они как-то так друг у друга воруют просмотры и так далее, и смысла в этом большого нету. А на Ютубе и на ВК наоборот. Чем больше хуяшь видосов, тем лучше не заходит.
Меня уже нахуячило. Я, слава богу, выпил все пиво. Бля. Ну, молодцы, пацаны. Стоят, светят. ЛТ, кстати, нету. Не вовремя пацан вкатил. Ясно, я понял. Ну, может быть, ваш лом. Скорее всего, в корпус, да, но может быть и за щечку. Начекали его. Блядь. Жестко. Ладно, радует то, что у нас пацаны активны, и, скорее всего, они все подпересвечивают. А баба. Пиздец, типа меня видел. А, ну ясен хер. Первый доходяга там зачекался уже. Молодцы, пацаны, все правильно сделали. Хотели. Поворачивайся, уебище. Бля. Охеренно. Охеренно. Опять победим. Очевидно, Леха психанул. Арточка тоже, очевидно, захитерил. В жопу говна. Ну где это мразь? О. Блять, не долетело. Они всей этой шайки стояли на горе и не делали ничего. Просто лалки. Будет весело и прикольно, если мы еще базу заберем. Ну ладно, здесь, я думаю, самое интересное будет сейчас. Ой, да ёма, я, конечно, понимаю, что с полувертухи, но можно было бы и рядом с центром, да, полететь. Господи, я не накапываю ни в кого. Да. На один Леха где-то сидит. Я думаю, что это здесь. Подозрительно не сосет. Фул хп. Давай, сука! Ясно. Ясно, трагический отсос. Так. Сейчас. Вот Вячеслав из Витебска. А я в последнее время так хочу сгонять в гости в Беларусь. Последний раз был в 2018 году, когда строили Беларусь. А меня чуть не засосало там послужить, кстати. На этом, после срочки. Там же построили
город, да, и там несколько частей ПВО и все такое, и там можно было послужить. Маруся ТВ, привет, привет, Джилил, здорово, ё-моё, как ты? Где ты был? В 24 вошло. Делай стрим, где ты бухаешь и играешь на КВ-2. Блин, а были стримы на КВ-2? Надо там, кстати, 3 отметки добить. КВ-2 пялит вообще нещадно. Там на 3 отметки где-то 1700. И было 4 где-то стрима. И 3 из них были в 2К плюс. И там точно так же едешь, просто на полдамаг даешь. Чисто на ББХ играл. Было, конечно, там, блин. Было круто. Было весело и круто. Значит так, Фистмастер, спасибо за 200 рубас. Серега, спасибо за полтишку. Андрей, спасибо за 69. Лом, спасибо за сатен. Вердила, спасибо за херову тучу донатов. Огромнейшее спасибо. Александр, спасибо за 69. Борис за 200 рубасов. Басу за Джим за 500 рублей. Спасибо, ребятки. Игорь Николаев, здорово! Когда будет стрим с деревенским... Я же вчера отвечал. Я же ему сказал, что в любое время напиши. Мы с тобой договоримся. Когда захочешь, тогда и будет стрим. Вот. И ясен хер, если я пообещал, значит оно в силе навсегда. Когда напишут, когда захочешь, тогда и будет стрим. Как обычно работал, понимаю. Короче, едем просто к тяжам, да и все. 113 лалка. Так, мне предлагали поехать работать на БЛС после универа, а образование расчеты... Блин, ну там наверняка неплохо. Там наверняка неплохо, но можно было ехать. Там молодежи херова гора, соответственно, и девок красивых тоже дофига. Я забыл, как город называется. Хорош. Бля, скидал. Чисто в девяточку. Давай, говно. Я заждались на елдаке. Это стрёмно ехать, когда там ЕБРы всякие. А на ЕБРу нашли занятия. Мям. А, ясно, 140 обоссался успешно. Нахер. Давай туда, на пацанов. Двойка напихает. На барабане фугас, видимо, это дерьмо называют кобра. Кобра. Хорош. Херенный выстрел. Видимо, хэвик на барабане фугас. Осуждаю. Осуждаем. Идет. Хорош. Ясно, у них чисто даун тим. 430 на базе, все на базе. Что, всунем, как вы думаете? Не всунем. Это утопия.
Не, можно, конечно, в сиську всунуть, но я как бы реалист. Да. Поэтому стрелять мы туда не будем. Бля, я был уверен, что я всуну. Сирена летела, но не срослось, не сбылось. Ладно, хотя бы так пойдет. Едь с миром, воин. Хэвик уже без щек. Я ждал. Ну ладно. Интересно, меня видит или нет? Мне кажется, меня не видит. Можно пошалить. А, все, уже нельзя. Давайте мы вот так вот станем. Я думаю, что 430, оставить 113 рано или поздно захочет на Илдак. Вот он. Ой. Ебади. Ну, что это, если не красота, да? Хочу вот так проехать. Может, еще Паша на место поставим, кстати. Папельница просрал свое очко. Он мог бы целить этих пацанов, и никто бы к нему не заехал. Интересно, форс будет вкатывать или нет? Хорош. Но мне только это от него и надо было. 44-ка, чисто в хвостик. Ах ты говно. Но там и шарфик сидит, короче, ясно. Ясно, ладно. Ладно, я, честно говоря, да, провтыкал. Мы еще катку сейчас сольем. Я его олд из 2 подписчиков. Ну вот если что, можешь ему это напомнить. Я думаю, что он помнит. Что я ему сказал, что в любое время, на чем хочет. Пускай скажет только заранее, и будем стримить. На стриме чем занимается Кем Паш? Я торговый представитель. У нас там сеть магазинов небольшая. Компания. На компанию работаем. Город Островец, да. Да. Сразу Аникс понял, работаю на атомной станции, чтобы прокормить 3 голодных рта. И это только у младшего. Я сейчас до баб как-то пофиг, переживаю развод и тупо кайфую от одиночества, тупо. Есть я и кот, о, охеренно. Охеренно. Я тоже когда развелся, меньше года назад, было охеренно, конечно. Ну, было охеренно где-то месяц. Что мне Санькой замутил. Вот, и я уже не был одинокий волк. Кот всегда выслушает и поможет. Да, и за пивом сбегает.
Ну, блин, зверье, конечно, люблю. Вот зверье намного прикольнее, чем люди. Люди как-то зачастую так себе. У меня еще есть сфинкс. Это собака в мире кошек. Всегда с тобой, всегда рядом и тебя любит. Нифига себе, клево. Кинхэт. Мистер Пигл. Армс, гуд, здорово, как относится к СВО? Блин, ну, я думаю, что, во-первых, никто уже не стесняется называть СВО войной, да? Ну, потому что, по сути, это же боевые действия и так далее. Вот я как бывший военный, если говорить о том, как СВО проводится, точнее, ладно, то, что сейчас не берем в расчет, как его начинали проводить, это, конечно, кошмар. Вот, ой, да короче. Война — это продолжение политики, все мы знаем, да, и это нормальное явление. Все страны вокруг воюют, все эти разговоры о том, что сейчас 21 век, и типа уже никто не воюет, никого не захватывает, все это хуйня. Вот, все воюют, все захватывают, все делают то, что, все, что хотят. Вот, и искать там кого-то виноватых и так далее я не собираюсь. Это... Надо понимать, что политики и обычные люди — это совершенно разные люди, у них совершенно разные цели. Но обычным людям с Украины и обычным россиянам, да, с украинцами делить абсолютно нечего. Вот, а политикам есть что делить. Вопрос только, да, там, каким. Если... Да ладно. Короче, я думаю, ясно дело, не подробно изъяснился, но как бы мысли, я думаю, понятны. Да? Что у обычных людей цели одни, да, там, танки поиграть, побухать, денег заработать. И они точно такие же, как у, не знаю, как у россиян, как у американцев, да. Кого угодно абсолютно одинаково. Вот, а у политиков совершенно другие цели. Самое смешное в этом всем, это в том, что чтобы война закончилась, да, если быть реалистами, то россиянам надо, ну, либо потерпеть полнейший разгром. Бля, ну я протупил. Либо дойти до польской границы. А ни то и не то российское военно-политическое руководство делать не собирается. Вот. Лично мне кажется, что рассчитывать на какой-то договорняк, он по-любому будет. И выйдет так, то что эта война будет. Ну, во-первых, эта война будет точно минимум лет 8 еще. И даже если там будет какой-то договорняк, все равно все мы знаем, что такое замороженные конфликты. Рано или поздно они становятся горячими. Чтобы России что-то победить, очевидно, надо мобилизовать кучу народу, всех их вооружить. Это ни хера не 300 человек, надо где-то ляма 1,5 народу. Вот только тогда, возможно, появится какая-то интересная перспектива. Мне тогда для фош пиолет в очко. Ну-ка, может мы сейчас еще на камбэчем. Но здесь ТКД говна. Ну-ка, давай сюда, попец. Доберешь его, молодец. Так вот. Чтобы победить в войне, нужно гигантское количество народа, просто потому что Украина сама по себе гигантская. Если вы посмотрите темпы рождаемости, то вы, да там, то, не знаю, там, блять, хотя бы с 2000 года. Вот там видно, что Украина сможет призывать где-то человек
примерно по 300 тысяч в год. У них бездонные вообще резервы населения. Это, ну, это просто капец. Их овер до хера. Вот. И чтобы такое победить, очевидно, надо охеренно крупная операция. Россия, напомню, никого не окружила за 2 года войны. Ни разу. Не было ни одного крупного окружения. Это говорит о многом. Это говорит, во-первых, о том, что оперативное искусство со времен Второй мировой войны деградировало адски. Ну и, конечно, говорит о том, что вооружение, которое сейчас есть, оно, очевидно, не позволяет проводить, да, там решительные операции и так далее. Потому что даже если ты выставишь 10 тысяч танков, их дешевым оружием, типа там ПВП дронов, минами и так далее, постелят, будь здоров. Тем более, что вся украинская граница, очевидно, очень сильно заминирована. Вот. И мне кажется, меня понесло, да, и вопрос, может быть, был не об этом. Короче, если коротко, обычных людей не надо равнять. Война — это плохо. Вот раз началась, надо все-таки, раз уж Беларусь в одной упряжке с Россией, вот, лучше не скулить там и не кричать, что вот все пропало. Потому что еще будет только хуже. Вот сам я никого никак не поддерживаю, не агитирую. Потому что, допустим, мне, да, как YouTube стримеру, и видно, что все мои подписчики обычные люди. Обычные люди. И никому погибать нигде там не хочется. Какая бы идея у него ни была, никому не хочется идти на фронт и погибать. Тем более, что... Ну, давайте объективно. Вот захватят, не знаю, россияне, например, там часть территорий, да, ну, которых уже захватили. Там никого жизнь не стала ужаснейшей. Да, возможности примерно такие же, как и были до этого. Во многих странах возможности сейчас примерно одинаковые. Вот, и, блядь, получается так, что если Украина олигархическое государство, и Россия тоже олигархическая, то ты просто платишь налоги вместо одних олигархов другим. Вот, то есть тебе, как обычному обывателю, никакой, блядь, абсолютно разницы. Вот никакой. А вот с телека тебе будут говорить, что вот борись там за независимость и так далее. Так это борьба за независимость крупного капитала Украины. И, ну и всего лишь. Обычным людям там не за что воевать. Они, очевидно, жить хуже не станут. Нам просто есть чем сравнить. У нас есть такой Стас, да, там командир клана. Он крымчанин, всю жизнь в Крыме жил. Он четко может прояснить в любую секунду, что в Крыму стало намного лучше жить. Там хотя бы инфраструктура появилась. Вот, соответственно, за какой хер ему было воевать, да, там, за страну, в составе которой раньше он был. Это неплохо. Так. Так. Я протыкал кучу коммент, потому что пиздел без остановки. Был бы у меня кот, я бы, может, и не женился бы, да. Бро, давай, без политики, кто и за пивом бегает. А у меня сослуживца енот был дома. Вот, и еноты, как оказалось, копируют привычки хозяев. И он говорил, что, типа, после работы сажусь, телек смотрю и пиво пью. Ну и, короче, котейка, енот тоже начал просить пива, и бывало даже такое. Ну и типа енот тоже пил также с бутылки пива, блин. Говорит, был такой момент, что, ну типа самому не хочется бухать, а енот сидит рядом и типа теребит его, ну типа вот так лапами, давай. Вот и было такое, что еноту за пивом ходил. Ну прикольно, прикольно. Вот да, кто в браке появился бы он раньше, не все верно, все верно. Дарк Кител, да, Кител, здорово. Привет, слышал, что ты бывший военный, хотел бы узнать, какое у тебя звание, если не секрет.
Ничего секретного, младший рядовой. В следующем году все закончатся победой России, братан, 100%. Ну, я не думаю. Дело в том, что военно-политическое руководство даже не указывает цели победы, да? А цель победы может быть только одна — дойти до Польши. Потому что если, не знаю, в нынешних границах, например, война остановится, все равно будут обстрелы, всякие пиздарез, все равно будет накопление сил и так далее с одной и с другой стороны. Это не конец войны. Конец войны — это дойти он до Львова. А это, ну, нереально. Это просто, блин, невозможно. С учетом того, что уже 2 года российские войска просто бьются. Ух ты, блядь, говно. Еще вкатил, нихера себе. А сюда. А сюда. Блядь, ну ты пудель, ё-моё. Тихо. У меня 4 работает. Как жопа Джова. Куда? Ладно, жопа Джова поработоспособнее. Надо признать. Да, зря я вкатил. Так. Страдаю вообще мирные зачастую. Конечно. А кто еще страдает? И служат тоже обычные люди. Многие люди не хотели служить. Есть мобилизованные и там, и там. Там бешеной мотивации ни у кого изначально не было. Ладно, когда ты попадаешь в подразделение, там твоих сослуживцев убивают, друзей и так далее, у тебя появляется мотивация. Но такой мотивации, чтобы за Русь убьюсь, я думаю, что изначально точно не было. Спасибо тебе большое, я с Украины, город Днепр. Это страшно все. Мирного неба тебе, братан. Вот береги себя. Надеюсь, тебя не мобилизуют. Россия федеральное государство. Да, это правильно. Здоровья, главное тебе и твоей семье, да. Привет, братка, как ты, Роман, здорово! Да, я сегодня впервые за долгое время пивной стрим организовал. Еноту за пивом просто ор. Ну, было такое, да. У меня брат в Киеве, он много чего интересного рассказал. Мне реально дойти, ты много не знаешь, братка. Если есть человек, который в Киеве был в начале, потом резко всех отозвали. Ну, то, что Россия способна дойти, я не сомневаюсь, но для этого никаких мероприятий не предпринимается. Это очень большая разница. В течение, там, не знаю, полугода, года подготовиться и сделать необходимые военные мероприятия можно сделать. Это реально. Но в этом-то и прикол, что вот из целей СВО не оглашается ни хера насчет того, чтобы безоговорочная капитуляция, там, дойти до границы и так далее. Соответственно, такого не произойдет. Так. Пожалели их или хз, что там произошло? Ну, во-первых, произошло херовое планирование операции, потому что, чтобы захватить такую территорию, тебе, очевидно, не хватит регулярных войск, да, которые были применены. Нужно огромнейшее количество населения. И после начала войны нужно было сразу же объявлять мобилизацию, чтобы хотя бы было кого на блокпосты ставить. Мобилизацию объявили больше, чем через полгода. Ну, как это называть? Это называется некомпетентность. А из этих людей, которые запороли, у которых не было даже плана Б, очевидно, да, именно поэтому всякие там жесты доброй воли и так далее произошли. Это означает, что все эти люди просто, блядь, максимально некомпетентны. И из них никого не расстреляли, не сняли с должности, не посадили в тюрьму. Эти же люди руководят боевыми действиями. Где-то на процентов 70. Как можно рассчитывать на какой-то успех, я не понимаю. Не понимаю. А тут есть обиженные, которые вопросы задают про политота. Пастор Джим и несешь штучку какую-то. Типа, пожалей меня, ага.
Короче, я ставлю на то, что пиздарец будет еще лет 8. С всякими перерывами на там перемирие и так далее. Вон у Украины давно понятно, что Арестович будет новым президентом. Что его продвигает и так далее. У него будет избирательная кампания, даже в которой он будет умные мысли продвигать. Которые всем будут нравиться. Придет к власти, не поменяется ни хера. Ни хера. Потому что в крупной капиталистической стране не может управлять один человек всей страной. Там управляет крупный капитал. И интересы крупного капитала превыше всего. Так. Недавно, брат, не все, конечно, но есть проблески. Да ты про что? А, про командование? Не, понятно, я периодически слежу за событиями, и да, в некоторых вещах необучаемость генералов, многих, да, иногда сходит на нет, ну там в мелочах. Ну и объективно, конечно, что касается России, по сути, всю историю во время боевых действий только учились воевать. В мирное время всегда оказывалось, что, блять, не готовы. Кто же знал? Семен, дружище, прошу тебя без политики специально провоцировать на такие темы. Запишу твои рассуждения и донос оформят. Сейчас время такое. Ну, блядь, мне кажется, я никого не очерняю. Вот сейчас брызганят. Слушайте, а где союзники? Кто шарит? А, я понял. Я понял. БК кританул. Пуделек. Я к простым украинцам претензий имею. Я еще раз говорю, что обычные люди тут ни в чем не виноваты. Обычные украинцы, обычные россияне, у них абсолютно одинаковые цели. Несмотря на то, что у кого в головах, да, там какая пропаганда где залита, мы абсолютно одинаковы. И более того скажу, обычный россиянин с глубинки, с Украины и, не знаю, из Америки, из США, они во многом одинаковы. У них одинаковые цели в жизни и так далее. И они друг другу не враги ни хера. Абсолютно. Вот это война исключительно в большинстве, в 99,99% война это необычного населения. Один умный человек в свое время сказал, что если бы солдаты знали, за что мы воюем, никто не вышел на поле боя. И это абсолютно правда. Так, ставка принята, ставок больше нет, да. Да, несмотря на нынешнюю ситуацию, у меня есть родня там. Ладно, как-нибудь переживем. Я еще, знаете, в чем уверен? То, что когда все закончится, оно рано или поздно закончится, пройдет там совсем немного времени, и все, блядь, все позабывать. У нас настолько все сейчас урбанизировано в плане, там, не знаю, новостей и так далее, там, новостной повестки. Совсем немного и все. Там 2-3 года, все, блядь, мы братья. 2-3 года, все, мы, блин, абсолютно с разных планет. Там еще и переворачивать все 10 раз. Все, блин, позабывается нахер. Фашизм против людей, а кто его устраивает, ну, сами понимаете, в каждом городе мира свой концлагерь. Я единственное, к чему призываю, это понимать то, что идет в голову, ну, типа, своя голова должна быть на плечах. Уже все сами прекрасно видите. Да, там поставить в ряд там 10 белорусов, украинцев и россиян, не приглядывавшись, ты хер их отличишь.
Вот у нас так или иначе одинаковые традиции. Делить нам абсолютно нечего. Ну вообще, блин, нечего. Но крупная политика нас как бы разделила. На Беларуси в каком-то смысле повезло, но поверьте, мы были в шаге от того, чтобы стать в политическом смысле такими же, как Украина. У нас и сейчас. Кого не спроси, не каждый второй, большинство населения крайне оппозиционеры. Много кто не любит батьку и так далее. Но на вопросы, как строить государство без батьки, какой там план, да, там, либо оппозиция что заявляла. Там такая ересь. Там такая ересь и пиздец. Там даже вот не хочется оглашать. Вот, ну, так или иначе, вот мы были реально в шаге от того, чтобы стать такими же, как Украиной, да, и скорее всего стать Украиной номер 2, потому что если бы у нас там выбрали Тихановскую, к нам бы зашли бы к первому. Вот, потом бы Украина. Вот, ну, как бы. И в то же время, вот мне, обычному человеку, с россиянами делить абсолютно нехер. Вот, а политика могла нас разделить, и начался бы пиздарез. Вот, так что, пацаны, не надо воевать. Вот, держитесь там. Всеми силами не идите на фронт. И живите. Это типа не в ваших целях. Абсолютно. Сама себе фигня как патриотизм, она выгодна только государству. Патриотизм подразумевает такую вещь, что ты там ради государства должен собой жертвовать. А государство ради тебя собой жертвовать не будет никогда. Поскольку у нас уже мир абсолютно капиталистический, да, и каждый сам за себя, хуяливать что-то кому-то должны. Вы даже там за свет, за воду сами платите, за образование сами платите, за, не знаю, за проезд, там, за машину, что угодно, там, работу сами ищете, и с вас еще везде трясут налоги, вы никому ничего не должны. Никому. Поэтому берегите себя и своих близких. Так. Угу. Сколько посылка от тебя будет идти? Я хз. Я посылки никому не шлю, не знаю. Отлично посидели, всех благ. Александр, давай, счастливо, спокойной ночи. Придет время, будет висеть на столбах ответственность. Так уже было, и тот, кто придумал, ну, может быть. Да, хорошо, с ним давайте еще попиздим обо всем. Ну, давайте. Ну, блядь, кстати, 20 минут стрима уже прошло, лишних. Сябра, привет. Линию фронта пробовать будешь? Я один бой сыграл как-то. У меня только одна семерка, из которой надо качать, и ради чего мне играть в линию фронта, не совсем понимаю. Вот, ну и как обычно, там, знаешь, нудно. Там одну катку сыграешь, и 3 месяца больше не хочется играть. Воюйте в танк, да. Да, всем хорошего стрима, я погнал спать, и всем Канзер, счастливо. Счастливо, родные. Дай бог здоровья этому святому человеку и сисек. Да. Да. Я вот туда стрелял. Хорошо. Возбудили трохи его. Немножко поставил на место. Перру. У меня не вышло. Ну и пофиг, я здесь постою. Он сиськи не уважает, ему кулачки в перчатках надо, да. Да, в колючках. В латекс, значит. И очко нежное. Очко младенца. Ну-ка, Яшка. Сосать будем или что? Ух ты, бля, слушайте, он там мог потерпеть крах кабачковый.
Мне не дадут в него всунуть. Все хочет. Наточили елдаки свои. Да. Ну, ждем. Надо пассивненько отыграть. Хорош. Ух, блядь, Яга, за что? О, бля, ну это херово. Это херово. Я вообще протыкал, знаешь, что он сюда целит. Да, мне еще пришлось так далеко выкатывать. Что там? Так. Не думал в Москву переехать. Я так прикинул, что, блин, у меня здесь дешевая хата. Нормальная работа. Ясное дело, что по деньгам не московская, ни хера. Вот, но как бы... А там пока найдешь хату, за нее еще заплати. На метро на этом есть хоть куда, хер знает, куда мне идти, там искать работу и все такое. Вот, там, короче, в пиздареде придется побывать. Ну, это при том, что канал я, наверное, сильно не развиваю, потому что мне надо очень много времени в него вкладывать, а то мне точно времени не будет. Вот, ну и, короче, я решил, что пока что в конуре своей посижу. Он приезжал в этом году, мы с ним в Алабино гоняли в музей. Ну, чисто погостить, да, я ездил в апреле. Шел спать, включил стрим на телеке, еще какое-то время с вами буду, приятной компании, я понял. Синатара стоит в коллекцию брать или что? Имбовый на... Он по всем параметрам имбовый, но косорылый и бесит. Вот. В целом, наверное, да, стоит. Но сильно на него рассчитывать не надо. Косой пиздец, я найду тебе работу на изи. За сотку. А пожить можешь у меня. На работу кем-то мне найдешь. Настройки, блядь. Да не, я думаю, на этого отучиться. Как это, блин? На менеджера маркетплейса и с дома просто работать. Вот, там можно вести там 2-3 магазина, зарабатывать больше 100 тысяч. Ну, короче, если ведешь один магазин, ты будешь зарабатывать где-то, там, не знаю, 1040, может 50. Ну вот, и ну не в большинстве случаев, но кое-где заебывают, кое-где на изи. Ты вполне сможешь вести там 2, а то и 3 магазина. Отучиться не проблема. Ничего там сложного нету. Вот найти работу тоже не проблема, потому что это в интернете, блин, с компа просто работаешь постоянно. Найти там в России, не знаю, в Беларуси проще. Вот, и как раз я могу сидеть, пилить видосы, сидеть работать. Еще из хаты не выходить. Вот, ну, либо с ноутом куда-то ездить, купить ноут, если куда-то надо будет съездить, с ноутом поехать. Вот, такие вот пердаки. Угу. На сквиртмастера, да. Языком до сквирта доводить. Короче, что-то катки перестали идти. У меня 3 магазина разные, Озон и... Ну вот. А работа особо не пыльная. Работаешь и деньги нормально имеешь. Так, ты можешь идти мусором работать, принимать кладоискатели и по 50 плюс каждого иметь, плюс за ПП. Да. Да, нормальная идея. В Пермяге бы чего интересно поработать. Угу. Инженера-конструктора учись, работу всегда найдешь, причем того, что сейчас очень сильный дефицит. Блин, ну... Ясное дело, что... Блять, но на инженера-конструктора в интернете меня не обучат. Скорее всего, в универе, да, это надо будет учить. На чем мы еще не играли сегодня? На 50-100 там надо просто 300 лет качаться. Там полный скандал.
Все прочитал. Короче, ладушки, все, будем вырубаться. Вот так вот мы поиграли. В моменте было 3500, парочку боев назад. Сейчас уже, очевидно, не 3500. Всем мирного неба. Приходите, а какой функционал у тебя? Ой, да, блядь, загугли этот менеджер по маркетплейсу. Ты ведешь просто магазины, интернет-магазины. Вот, общаешься с клиентами там, всякие формы там в Excel заполняешь и так далее, там ничего сложного. Вот отучиться тоже не проблема. Вот, у меня знакомая там вообще закончила курсы за 3 месяца, за 2-3 месяца. Вот, ну и работа там этим. Ну, как бы много стажировок пройдешь и найдешь какой-нибудь магазин, где сильно не заебывают твою работу. Заполняя карточки, загружаем всю херню с сайта на Wildberries и Озон. Ну, короче, работа вполне простая. Вот, и надрочился, несколько магазинов ведешь, и у тебя вполне хорошая зарплата. Вот, плюс еще Гачла будет развивать канал. Да, немножечко подогревать будет, может быть, шекелями. Глядишь, и на Запорожец на новый заработаем. Все, всех целую. Всем приятной ночи, приятных выходных. Выходные еще продолжаются. Спасибо огромное Фистмастер за 200 рубасов. Серега за полтишку, Андрей за 69, Лом спасибо за 100, Верзила спасибо за херу тучу донатов, Александр за 69, Борис за 200 рублей и Босс за 500 рубасов. За 500 рубасов. Также спасибо, ребятки, за 75 лайков. Так, в море норм, 3D интересно более-менее. Ну, интересных специальностей херово гора. Вот. Мне, допустим, не хочется учиться там 3 года на кого-то, и у меня на это нет времени. Все, всех люблю. Спокойной ночи, пока-пока.